Let me, да, speak from the bottom of my heart. Fly, navigate, communicate. Дорогие дамы и господа, говорит командир корабля, мы пролетаем на такой-то высоте, туда-то. У нас есть, кстати, пилоты, которые раньше работали ведущими свадеб. На нем летал мой отец, на нем летал мой дедушка, на нем летал и я тоже успел полетать. Дедушка мой всю жизнь штурманом отлетал. Собеседование, ты проходишь, голова на месте, фляга не свистит, скажем так. Что-то пошло не по протоколу. Если у тебя будет гореть двигатель, ты скажешь «Mayday, Mayday», да? Мне всегда отец говорил, да, машину управляешь ты, а не она тобой. Откуда запчасти, как обслуживаются? Один топливный насос не работает, второй там что-то не работает, здесь системы нет, один автопилот отключен. Ты летишь над Турцией, и вдруг у тебя отказывает связь. Сели, забыли выпустить шасси. Крымских татарских летчиков больше, чем учителей крымско-татарского языка. Работа пилотом, профессия пилот, самая честная профессия. А почему ты не летаешь, допустим, в той же Америке? А вы почему подкасты в Америке не проводите? Усин, салям алейкум. Алейкум салям. Ты знаешь, нас часто ругают о том, что мы не представляем гостей, поэтому я сегодня представлю. Так, ты, получается, у нас действующий пилот, да? И капитан, да, судна? Да. Можно так сказать. То есть Да. это не второй пилот, это капитан, то есть это серьезная история, да? Командир воздушного судна. Я работаю в международной компании, Да. просто без названий. Да. И все остальное, в принципе, что можно, я там Да, тоже сколько лет ты летаешь? Сколько часов у тебя налет? Мне налет приближается к 5000. Да, это будет около 5000 часов. 5000 это на каком-то конкретном судне или неважно? Это общий. Общий налет. Но большая часть моего налета составляет время работы на суперджете RRG-95. Ну, знаменитый сухой, да, суперджет? Сухой суперджет, да. Да. Ну, сейчас про это поговорим. Вот давай с базы начнем. Вот ты прилетел с Москвы. Ты сейчас в Москве находишься, да? Вот Да, я чаще работаю всего. в Москве в основном, да. Вот ты бесплатно летаешь? Скажи мне это на самолете. Раньше, да, в предыдущей компании, в которой я работал, у нас была такая возможность летать бесплатно домой. У нас была такая функция, которая называлась региональный летчик. Если он прописан, если пилот прописан где-то там в регионе, туда есть рейсы, ему предоставлялось около 6 билетов в месяц бесплатных, куда он может летать. И, собственно, почему мой выбор тогда пал на эту компанию, в которой раньше работал, чтобы чаще летать домой, чтобы быть дома. Потому что моя помощь здесь нужна была, мое присутствие в Крыму нужно было, это было очень удобно. А сейчас таких возможностей бесплатно летать, если скажу нет, слукавлю, у нас есть возможность, те, кто отработает определенное количество времени, по-моему, 7 лет это составляет, тем раз в год дают возможность тебе и кому-то из членов семьи оформить бесплатный билет на рейсы своей компании, да, куда-нибудь. Направление не имеет значения? Направление не имеет значения. Единственное, нужны квоты. Если на этом рейсе есть квоты, то есть если они же тоже смотрят по коммерции, Да. вот, если он полностью выкуплен, квот нет, то тебя не посадят. Ну и по сезону, наверное, тоже, да, имеет значение? Сезон тоже, круглый год. не Можешь, важно. да, можешь куда есть направление, куда есть квот, туда и брать. А так мы пользуемся возможностью приобретать служебные билеты. Они гораздо дешевле, чем Это обычные. сервисные билеты, да? Да, сервисные билеты, да. Они гораздо дешевле. Но и там тоже есть особенность. Ты их, когда приобретаешь, ты их приобретаешь без места. То есть у нас всегда, когда мы летаем, мы в основном летаем служебными билетами, это всегда такой, скажем, щепетильный момент. У нас есть возможность заранее посмотреть загрузку. Да. В большинстве случаев она более-менее нормальна, но очень часто, особенно когда вот раньше летали в Симферополь, другие места, такие курортные, где загрузка такая большая, это всегда лотерея. Ты приходишь на регистрацию, если коммерция вся выкуплена, тебе говорят, надо ждать конца регистрации. То есть ты сидишь, вот регистрация уже подходит к концу, если места остаются, тебе предоставляют, и ты быстро бежишь. Ну, тяжело планировать, скажем так, таким образом. Ну, мы уже, честно говоря, да, планировать сложно, но мы уже привыкли. Скидка сколько вот такая при таком риске, скажем так, неудобстве? Я не помню конкретный процент, потому что он зависит от... Там же билет, он состоит из нескольких частей. Там аэропортовые сборы, какие-то компанейские сборы. Да. Очень много-много таких пунктов. И вот билет, он состоит из только... Наш служебный билет из какой-то такой определенной части. Ну вот для примера могу сказать, что на нас
троих, на меня, на жену и на ребенка. Билет из Москвы в Сочи обходится примерно в 11 тысяч рублей. Это вот этот сервисный билет, да? Да, на троих. Мгм. Вот. Мгм. Билет из Москвы в Таиланд обходился примерно на троих в одну сторону около 20 тысяч рублей. Мгм. На троих. Ну, заметно Ну, конечно, да. Но заметно раньше еще дешевле. было лучше. Раньше мы с женой могли себе позволить слетать и купить. Там можешь покупать эконом-класс, можешь покупать бизнес-класс. Вот, если лететь далеко, например, в Таиланд, и ну, там 10 часов. Я-то привык к спартанским условиям, но супруга это личность хрупкая, любая супруга. Да. Вот. Ну и хочется, конечно, раз такая возможность есть, и летишь на отдых, хочется начать отдыхать уже в самолете. И мы приобретали билеты на подсадку, ну это вот они так Мгм. называются, служебные билеты в бизнес-класс. И нам в свое время, в лучшие времена, в одну сторону билет обходился около 8 тысяч рублей, что-то такое. Ну, Слушай, вот ты сказал про бизнес-класс, да, у меня тоже есть вопросы по этому загадочному месту, да, и очень часто эти места свободные. Вот твоя подсадка, она работает на бизнес-класс или ты только на эконом рассчитываешь? есть разные категории служебных билетов. Они имеют свои коды приоритетов. Мгм. Вот то, что мы покупаем женой как обычные пассажиры, сами, да, приобретаем, Да. там у них есть свой код, он без права на подсадку. Тебя подсадят только в том случае, если ты приходишь и эконом полный, идет перепродажа билета. Это частая практика в современных авиакомпаниях. То тебя в бизнес-класс, конечно, посадят. Мгм. Вот. И если ты приходишь в экономии, есть места, тебя в бизнес никогда не посадят. Мгм. Наши служебные места, точнее, не служебные места, билеты, которые нам приобретает авиакомпания, когда мы летаем в командировку в качестве, ну, пассажирами летим куда-нибудь в командировку, и оттуда уже выполняем рейсы. Вот на таких рейсах те билеты, они имеют немножко другой код, и нас могут, это называется апгрейд, нас могут повысить в Да, классе. да, да, да. Даже билеты всегда в эконом, но если места есть, меня как командира всегда повышают в классе. Слушай, я вот слышал от одной стюардессы, что такую вещь, что если ну, там, угостить ее шоколадкой, она может тебя из эконома бизнес по личной инициативе. Это реально такая штука? Если еще сказать кодовое слово «косолетка», Ну, она реально. там- да нет, это миф. То есть Они тоже лично- работают по правилам. Ну, Ну, там же нет камер наблюдения вот в самолете. вот смотрите, мы приходим сами вдвоем на самолет, да? Да. Вот я пришел, сел в свое место, начинаю смотреть по сторонам, кто куда садится. Да. Ну просто, я не говорю, что какой-то шпион, да? Вот я просто сижу, наслаждаюсь, смотрю. Я знаю, что вы со мной вместе должны лететь в экономию. Я смотрю, что вы садитесь вместе рядышком со мной в Не, эконом, подожди, а да? откуда ты знаешь? Ну, к примеру. А Вы же вдруг у меня- вы же сначала заходите, Да. ну, допустим, я же говорю, Да. ситуации разные бывают. И тут я наблюдаю, что вы там что-то шушу-мушу и классическим, таким интересным образом оказываетесь в бизнес-классе. Я могу- Пачку кофе, да? Да, я могу там потом по прилету донести, сказать, что это такое, почему вот одних вы сажаете, других нет. Я вам больше скажу, даже когда были ситуации, когда я приходил по форме, после рейса, мне дальше надо было куда-то лететь домой, например, да, и я хотел, брал с собой жену, знал, что у меня-то, в принципе, есть повышение, у меня будет повышение, а у жены, да, будет просто эконом, и мест, в принципе, полно. Даже когда я по форме показывал аккуратно свою ID-карту, А можно? обозначал. То есть я лечу на борту своей авиакомпании. Да. То есть я не какое-то там левое лицо. Мне все равно говорили, нет, извините, у вас билет в эконом. И только если знакомый какой-то попадался, мне так могли сказать, да давай в конце придешь. А еще твоя смена стюардесс, там, не знаю, Наташка, там, Света, ну, типа, ну, там. Я вам больше скажу, даже когда бывало такого, что я летел в кабине, то есть я уже непосредственно, я член экипажа, я знаю, что там на обратном рейсе со мной жена должна лететь. Мгм. Бывало, что мне удавалось договориться, там борт был полупустой, ее так аккуратно сажали. А бывало так, что вот бортпроводница, мы в одном экипаже, я объясняю, там, понимаешь, да? Да, и командир ей говорит, ну, слушай, ну, как бы, что-то, в чем проблема? Ну, вы знаете, да, мы не можем. Я уже так думаю, ладно. Но это все-таки все равно человеческий фактор. Ну, это все равно же решение же принимает человек.
Не, ну все, сейчас понимаете, такое время все стараются работать по правилам. Боятся. Все боятся всего, все боятся друг друга. Одна даст добро, другая бортпроводница, которая ее работает вместе с ней, после лета, вот что-то не понравилось ей во время, как что ей сказали Мгм. во время работы, да, Мгм. вот она захочет ей напакостить, сказать, а вот вы знаете, там вот наша сотрудница Была сделала, ситуация, да? да, отошла от протокола, и из-за этого наша авиакомпания понесла имиджевые потери. Слушай, вот ты сказал, что ты ну, жену, условно говоря, перевозил, да, тоже, то есть был Да, за да. штурвалом. Не боишься ты вот этих вот вещей? Ты знаешь, ну, мы с тобой тему страха сейчас еще отдельно затронем. Давай сразу, кстати, ее затронем. Давай. На самом деле, мне кажется, что это большая проблема для многих людей. И я заметил, что меня тоже это беспокоит в последнее время. Понятное дело, что есть ну, такая мысль, что нужно просто довериться, да, судьбе, ну, как бы условно говоря. Но все равно как будто это не внушает доверия, знаешь. Как-то неубедительно это звучит. И вот эта вот статистика, что по статистике самолеты намного реже, чем машины. Но машины вот я сижу, управляю, как будто бы я что-то контролирую, да. А в Как будто самолете бы вот, это ключевое слово. да, ну это понятно, но все равно, вот, а в самолете, когда ты выше облаков взлетаешь, ты как бы понимаешь, что если что вдруг, то ну, вариантов уже особо мало, понимаешь? Ну, вы правильно говорите, от вас в самолете мало чего зависит. Вы когда уже переступили порог, заняли свое место, от вас мало чего зависит. И вам остается только наслаждаться полетом, наслаждаться этим рейсом и выкинуть из головы эти лишние мысли. А смысл их об этом думать? Ну, оладжах. Ну, слушай, ну, голова же это же не, ну, не сын, чтобы ты ему там что-то сказал, и он сделал. Ну, это же такие процессы. Ну, Тем более перед полетом еще посмотреть подборку авиакатастроф, ну, как бы, чтобы, да, чтобы закрепить этот момент. Ну, я в этих вопросах стараюсь все пропускать. Да и не только в этих вопросах, вообще, всю жизнь. Это если вы спрашиваете конкретно меня, мое Да. видение, Ну, мое. да. Я стараюсь все пропускать через призму веры, через призму нашей религии, через ислам, потому что, ну, как бы не параллельно соблюдать какие-то религиозные обряды или вот или быть верующим. То есть вот есть моя жизнь основная, Да. в которой я пилот, в Профессиональная. которой я отец, да, вообще вот, в которой я моя просто жизнь. А вот тут есть отдельно какая-то ветка моя вера. Вот когда касается, вот когда Дувалар проходит, я раз сюда вот свернул эту дорожку, я вроде как верующий. Когда намаз нужно прочитать, я вроде раз сюда, и вот тут я верующий, а вот тут нет. Я стараюсь вот это все интегрировать, это все должно быть в одном пути идти. Что бы ты ни делал, это все связано с вопросами веры. И в этом числе, когда заходит речь о страхе, неважно о чем, будь то полет, будь то потеря близкого, Ну, будь то полет. если мы говорим о полете, да. Я, если честно признаться, перед каждым рейсом читаю дуа, я не читаю это зашкварным каким-то этим, я могу даже вслух произнести, когда мы начинаем, на взлет разрешают, я по самолету. Ну, главное, не в салон дуа прочитать. Дуа нет, оно в салон просто так туда не уйдет, без моего контроля, да. Кстати, вот это ты сейчас сказал, напомнил мне про этот мем, прокомментируй его, ну, что пилот, где ищет кнопку. Да это старый, я не знаю, это какой-то, может быть, когда-то он и был записан по приколу специально Ну, очень смешно. кем-то. Он, ну, забавный, да, но всех, кого я знаю, всех столько полетов было. Нельзя на современных самолетах, я не говорю там про какие-то старые самолеты, где Сел на кнопку, да? аудиосистема, да, устроена так, что у тебя, ты просто ее включаешь, она все пишет, и пока ты ее не выключишь, она не перестанет. Чтобы что-то передать в салон, ты должен кнопку нажать и держать. А сесть нельзя на нее? Сесть, ну, я не знаю, ну мы-то медкомиссию проходим, нам не разрешают быть таких размеров, знаете, чтобы сел и там полкабины. Вот, поэтому это чистая байка такая, бородатая байка, можно сказать, фейк, чтобы просто посмеялись. В реальной жизни это очень маленький процент, чтобы такое было. В реальной жизни происходит другое. У нас наша аудиопанель, на которой мы настраиваем частоты, чтобы производить радиообмен, да, с диспетчерами, там, другими самолетами, вообще там, с наземным персоналом. Связь еще. Да, она многоканальная, она имеет как минимум 2-3 канала. И у тебя один канал активный, один канал стоит на стендбай, называется, как он, ну как... Запасной? Да, он подготовленный. То есть ты нажатием одной кнопки можешь поменять частоты. Например, сейчас ты разговариваешь с диспетчером одного сектора, Да. на другой подготовил частоту другого сектора. И когда происходит обед, ты просто нажимаешь, переключаешь. И у нас всегда в наших правилах мы должны прослушивать на второй радиостанции, это я говорю про одну радиостанцию, у нас их 3 в самолете.
Вот на одной радиостанции у тебя идет активный радиообмен, на второй радиостанции у тебя тоже есть активный канал, куда можно выйти. Ну, Вот на резервный, да? Резервный можно назвать? Да, его? можно резервным называть, и пользуешься ими по-разному, как тебе удобно. Как правило, мы должны прослушивать аварийную радиочастоту 121,5, она по всему миру одна частота. И иногда, вот эта вещь, я сам лично слышал, это часто бывает, что командир хочет что-то сказать в салон, Да. например, информацию. Вот это уже в небе, то есть ты Да. высоту набрали. Дежурная информация. Да, и ты вот, он хочет нажать кнопку «Выйти в салон», сказать что-то пассажирам. Бывает, перепутает частоты или перепутает какой-нибудь канал, и на аварийной радиочастоте начинает, 11 километров. да, дорогие дамы и господа, говорит командир корабля, мы пролетаем на такой-то высоте, туда-то, и весь Мы эфир... падаем, да? И ты его не можешь перебить, понимаешь? То есть пока он не закончит, ты его не можешь. Параллельно идет радиообмен с диспетчером, а аварийная частота, она как бы, ну, вторая, она параллельно просто идет. И вот он пока информацию не прочитает, ты хоть ори ему там ничего, он не услышит, он его зажал, и он говорит. И вот все летят, вот представляете, там какая-нибудь, я не знаю... А кто слышит эту аварийную? Все, по всему, ее прослушивают все абсолютно. Кто вот находится в воздухе, все борты, они всегда прослушивают аварийную частоту. И вот они, какая-нибудь загруженный аэроузел, большой аэропорт. Вы представляете, вот в Стамбул летаете, да, в Да. Стамбул, большой аэропорт, всегда там в работе одновременно как минимум 2 полосы, одна на взлет, другая на посадку или 2 на посадку. Частота, причем есть разные сектора диспетчерские, сектор подхода, точнее сектор круга, он пониже, сектор похода повыше, сектор контроля, он еще выше, ну, в зависимости вот от слоя этого, от сектора, да, от воздушного пространства. И они все прослушивают аварийную частоту. То есть нет такого, что у одних одна аварийная частота, у других другая. И вот он зажимает, и просто, представляю, какое одновременно сколько количество людей, сколько количество экипаж диспетчеров, такие сидят, ну ладно. А все видят борт? С какого борта все это информация? Диспетчера могут увидеть, они пеленгуют, кто дает нажатие, они видят, у них вроде, мне рассказывали знакомые диспетчера. Ну, как будто бы логично, да. Да, и вот он пока закончит, он заканчивает, и потом он слышит благодарность свой адрес просто со всех там. Спасибо, мужик. Принято, да? Спасибо, все понял, хорошо, что рассказал, там еще что-нибудь. Слушай, а вот это вот невнятно говорить, это какие-то отдельные курсы, да, у пилотов? Да, мы платим деньги, Да? что специально. Чем невнятнее, тем лучше. Да. А то я вот, ну, все время замечаю, что там, знаешь, улавливаешь там 10 тысяч, там 11 тысяч и все, остальное. А на английском это вообще забей. То есть. Ну, зато у вас нету повода придраться к чему-то и сказать, вы знаете, вот этот пилот так сказал, на самом деле было вот так. Ударение неправильно Да, поставил, неправильное да? ударение было. Мгм. Да. Вот на самом деле от нас не зависит. Мы-то стараемся говорить. Ну, опять же, я могу говорить только за себя. Когда я говорю, многие наоборот жалуются, что слишком громко. Слишком Все там, четко, да? Да, слишком все четко, все там пытаются отдохнуть, поэтому я сначала спрашиваю, перед тем, как хочу сказать информацию, что там пассажиры. Если они сидят кушают, они там не спят. Чтобы не напугать, да? Да, я там, окей. Если много детей на борту, я сам с ребенком путешествовал, я знаю, он только вроде успокоишь, он заснет, и ты хочешь, чтобы он спал весь полет, а тут начинается, дамы и господа, и причем на всю громкость, и там уши закрываешь, жена там тоже начинает нервничать. Если много детей, младенцев, я тоже стараюсь там или покороче сказать, или потише, или вообще не говорить. Жена смс-ку не пишет, потише. Да. Хорошо, что связи нету, да? Не приходит ничего. Ну да, вот как бы, а вот это обязательная информация, мы летим там на высоте 11 километров вообще. Нет, мы говорим не всегда. У я, наших я правил... все время слышу ее. Ну, потому что вы на таких рейсах находитесь. окей. И у нас, как правило, если рейс больше 2 часов и позволяет время, ну, вот этот фактор, что больше 2 часов, он дневной рейс, не ночной рейс, Мгм. тогда, да, тогда у вас там прописано. Ну, некоторые и ночью, да. пренебрегают этими правилами. Никто же не может проверить. Вот ты был занят, например, у вас там была сложная обстановка воздушная. Мгм. И если у меня есть настроение, если есть что сказать интересное, я могу сказать. Анекдот рассказал. Да, могу интересно. Но у нас нет, у нас все, что мы говорим, это не от себятина. Ну, То есть это все прописанные тексты, которые есть отдельная служба, которая получает зарплату, они составляют вот эти палетки, они у нас на борту находятся, и для каждой ситуации в полете у нас есть свой текст. Вот там, перед вылетом поздороваться, набрали эшелон в полете, вот, или перед снижением, после посадки, если ушел на запасной аэродром, если стоите, нету трапа, да, там задержка какая-то, вот такая информация. Развлекаешь, да? Да, если аварийный, то есть там вот такой талмуд, разная информация. И иногда допускается, там есть, сейчас добавили пункт, что можно в случае, если позволяет время, добавить от себя какую-то аккуратную информацию, если вы там столкнулись с какой-то интересной... Например, летите ночью где-то на севере, у вас северное сияние.
да, его там, оно яркое такое, красивое. Если вы считаете необходимым это озвучить... то- Разбудить детей, да, Да, ради вот, этого. да, если, да, то можешь сказать, дамы и господа, вот справа по борту, вот посмотрите, там сейчас будет красивое, или сейчас уже происходит красивое северное сияние. У нас был случай, мой друг только-только велся в командиры, он очень харизматичный молодой человек, и он знает наизусть очень много песен, много всяких стихов. Вот что ни спроси, у него Тамада, всегда... в общем, в прошлом, да? Да, он очень такой компанейский парень. И он когда только велся, он вдобавок к этой информации бывало иногда от себя что-то добавлял там нового, такого пикантного. И у нас бывает, что летают служебников много разных, Мгм. и билеты служебные есть не только у пилотов и у стюардесс, да, у бортпроводников, они есть и у других служб, которые работают на авиакомпанию. И У бывает, что- директоров тоже бывает. Ну да, и бывает летит человек, который ответственный за эти дела, и он такой, так, а что-то мы такое сейчас услышали? по тексту, да, да, что-то- что-то я не помню, я составлял этот текст, и там такого не было. Ему потом пришла телеграмма, буквально там на второй или третий рейс, когда он только начал летать, приходит, вызывает, говорит, ты что? Он говорит, да я ж только хотел. Вот. Он говорит, не, все, давай этот, вот, согласно Строго по протоколу. тексту. Да, строго по тексту. Ну, как будто бы в этом есть логика, да, потому что все-таки авиация это серьезная штука. Серьезная вещь, ну, я поддерживаю такую, потому что люди разные, характеры разные, подход к работе тоже разный. Это хорошо, если у человека есть настроение, он там в хорошем настроении может что-нибудь Да, такое там. да. А у человека может нет настроения, вот он что-нибудь такое раз, ему приспичило в голову там что-нибудь политическое сказать. что- Депрессивное что-нибудь. Да, ну, то есть это любое какое отклонение, это сопряжено с риском нанести какие-то имиджевые потери Да. для авиакомпании. Ты хочешь, не хочешь, каким бы ты себя крутым не чувствовал, ты работаешь на авиакомпанию, Да. ты работаешь на определенных людей, ты получаешь за это деньги, и ты должен следовать определенным правилам, которые тебе предписаны. Мгм. Поэтому хочешь что-то от себя, ну, не знаю, иди там На свадьбу там, ведущий. на свадьбу, да, например. Почему? нет? У нас Там есть можно. бывшие, у нас есть, кстати, пилоты, которые раньше работали ведущими свадеб, которые раньше работали в развлекательной сфере. А как это И такой они блоги, кстати, ведут. гиперскачок такой сделали? Ну, Как будто бы ограничений же разные. нету. Люди в авиацию приходят и в 40 лет, и в 30, и в В 35. 40 лет можно прийти в А, авиацию. вообще. То есть ты вот ничего, никогда ничего, ты пришел в авиацию, Да, пустой да, чистый лист. Да, абсолютно. И это так по всему миру. Мгм. А на что туда смотрят? Вот что, какие критерии отбора? Возрастные ограничения есть как максимальные. Вот 65 лет, это больше 65, как правило, стараются уже, ну, человек уходит на пенсию. Это такая, хотя я знаю случаи, что и каким-то образом и дольше летают, но там уже отдельно свои нюансы есть. Да. Устроиться в авиакомпанию, опять же, ты же не устроишь и сразу не пойдешь в командиры, у тебя есть Ну, какой-то да. путь. Взять тебя вторым пилотом 50-летним, вообще никаких проблем нету. От тебя там мало чего зависит, ты занимаешься документацией, все равно ответственный будет другой член экипажа. Мгм. И, кстати, у многих авиакомпаний есть нехватка вторых пилотов. Вот Мгм. просто. И люди, которые не имеют особых амбиций сесть на левую чашку, ну, имеется в виду стать командирами, Да. да, они тоже имеют свой вес, они тоже имеют место быть. Почему бы нет? А смотри, получается, что, ну, ты так сказал, как будто бы это так просто, там, курсы прошел и стал вторым пилотом. Так оно и есть. А сколько времени проходят курсы? Это же дорого, это же не бесплатно? Ну, давайте начнем так. Мы живем на территории бывшего Советского Союза. Мгм. Советский Союз — это государство, в котором гражданская авиация была развита очень сильно. Мгм. Вот. Многие вещи, которые мы сейчас имеем в мире, они имеют начало, они исходят из некоторых открытий, да, скажем, Советского опыта, скажем проектов, да, советского опыта. Раньше были заведения высшие, где ты мог получать высшее образование. Ты учился 5 лет. Это как вот в любом университете, какой-то академии. И были училища. Училища ты получал вот специальное образование, там было меньше предметов. То есть ты приходил, конкретно тебя учили летать, какие-то дисциплины минимальные. Ты получил, вот как чтобы стать водителем, получал какой-то минимальный документ, Да. который позволял тебе устроиться, работать Мгм. и так далее. Может быть, даже и стать командиром. Но если ты хотел строить карьеру дальше, то есть если ты хотел пойти куда-то дальше и выше рядового командира, то есть стать инструктором, например, или стать командиром эскадрильи, командиром отряда, ну, идти дальше, иметь какую-то руководящую должность, Мгм. ты должен был иметь высшее образование. Эти правила сейчас сохранились, в принципе. Мгм.
Чтобы просто начать работать и летать, люди, те же 40-летние, у них уже есть высшее образование. Они там закончили, получили экономическое образование или тоже техническое, но немножко с другим профилем. Они приходят, берут просто вот это, они поступают в училище, много очень училищ, до сих Ну, пор летное сохранили. училище. Летное училище, да, Мгм. они действующие, они до сих пор работают. 3 года, как правило, проходит там учеба. Это вместе с практикой. Если практика не прерывается, практика — это основная вещь. Мгм. Вот там. И все, ты получаешь документы, получаешь летное свидетельство, получаешь тип, Мгм. и дальше уже получаешь минимальный набор допусков, которые тебе необходимы. И дальше можешь устраиваться в авиакомпанию. Я сейчас дополню этот маленький момент. То, что ты выпустился с училища, тебе все равно, когда ты будешь устраиваться в авиакомпанию, этого будет недостаточно, чтобы сразу сесть на Вторым даже. вторым пилотом. Ты все Мгм. равно еще в авиакомпании проходишь кучу разных курсов. То есть конкретно какой-то авиакомпании. Ну да, Они тебя как рекрутируют, да, как потенциального пилота? да, я вам сейчас объясню вот эти некоторые Да. нюансы, и объясню разницу там с зарубежными авиакомпаниями, например. Да. А, Ну, я могу сказать на моем примере. Я заканчивал Кировоградскую летную академию. Она считается высшим учебным заведением. Мгм. То есть я учился 5 лет. Я поступил 5 лет от звонка до звонка Мгм. на бюджете, получал То теорию. есть бесплатно ты учился? Я учился бесплатно, да, но был нюанс. Практику я должен был оплачивать самостоятельно. Бензин, короче. Ну, не только бензин, но Условно, инструктора, да. керосин. Вообще, ходит очень много слухов, много разных непонятных теорий, почему так. Вообще, по правилу, если говорить вот как вот в утопическом мире, Да. да даже не вообще, вот по правилам ты должен поступить, если ты на бюджете, у тебя все твое образование должно входить, то есть ты вообще не должен ни за что платить. Мгм. Ты вот как поступил на бюджет, у тебя теория, практика, Да. за тебя должно заплатить государство. Да, ну вдруг нет этих денег. Да, например, если говорить про Россию, то здесь так. Если ты Мгм. поступаешь на бюджет, это два высших учебных заведения, это Санкт-Петербургская, Мгм. Санкт-Петербургская академия гражданской авиации, по-моему, называется, если не ошибаюсь, и Ульяновская. Это самая знаменитая в Советском Союзе и после Советского Союза. Ульяновская самая знаменитая летная институт, по-моему, институт называется, не академия, не помню сейчас точно. В общем, институт гражданской Ну, авиации. вышка, да. короче. в общем. Вышка, да, Мгм. в Ульяновске это вышка. Ребята туда поступают на бюджет, они получают бесплатное образование, они получают бесплатно налет. Это как минимум 150 часов А на налета. каких машинах? Сейчас расскажу, это Мгм. все я Да. расскажу. И потом, когда выпускаются, у них полный комплект документов. У нас же в Кировограде, к сожалению, было так, что ты учился на бюджете, но при этом практику нам приходилось искать, где отлетать, у кого есть договора с летной академией. Не просто, не можешь То есть просто своего сам отлетать. парка нет, да, у них? У них был свой парк, но там было отлетать очень почему-то сложно. Были какие-то вечные нюансы, они вечно то есть самолет, то нет самолетов. В общем, академия проходила после развала Советского Союза, после 90-х, ну, как и очень много предприятий на постсоветском пространстве. Оно проходило этапы, скажем так, своего нового формирования, и до сих пор, мне кажется, оно еще Не прошла этот этап. еще идет, да, оно действует, оно выпускает кадры, но вот с налетом это такой бич современный в этой академии. Мне пришлось самостоятельно оплачивать свой налет. Значит, из чего состоит твой налет? Первоначально ты, когда учишься, как правило, первые пару курсов ты получаешь просто какие-то общие какие-то знания, какие-то уже специальные предметы, их потихоньку внедряют, то есть ты параллельно это все проходишь. И уже где-то к концу второго курса ты уже можешь начинать летать свою практику. То есть у тебя же вот эта программа минимум уже пройдена. Практика состоит из получения пилотской лицензии. Первое, что ты получаешь, это так называемый PPL – Private Pilot License. Мгм. Вот. Это лицензия приватного пилота, которая тебе не дает права заниматься коммерческой деятельностью, но ты можешь на маленьких самолетах там, просто летать для своего удовольствия, может быть, там своих каких-то знакомых возить. Ну, То есть это первоначалка. Як-52, типа вот такие Ой, маленькие. там очень большой список самолетов, которые попадают. Ты можешь PPL получить и на гораздо большом самолете. И на Ан-2 получают люди, и на других самолетах. Ты летаешь 40 часов первых своих и получаешь лицензию вот этого частного пилота, Private Pilot License. Потом ты продолжаешь свою учебу, проходишь опять какой-то набор курсов, и у тебя следующий этап — это получение CPL.
Вот это самая популярная лицензия на данный момент, Commercial Pilot License называется. Это лицензия, которая позволяет тебе заниматься коммерческой деятельностью. Чтобы ее получить, там есть минимум предметов. Минимум, это, как правило, если PPL ты летаешь 40 часов, 45 примерно, чтобы получить CPL, тебе нужно летать там 110, 120, что-то такое, около 100 Но часов. CPL — это ты уже готовый пилот. Да, у нас половина ребят, у нас все вторые пилоты сейчас летают с лицензией CPL. И есть еще лицензия ATPL. Это лицензия линейного пилота. Но ты уже получаешь, когда уже работаешь в гражданской авиации, когда возишь пассажиров, и когда уже налетаешь какое-то определенное количество часов, по-моему, там 1500, что ли, около 1000, около 1500 часов, да. И ты получаешь право, ты сдаешь экзамены, проходишь проверки, подаешь документы в специальный орган и получаешь уже ATPL. ATPL — это самый, уже выше него нету лицензии. То есть все командиры летают с линейным. Сколько времени это все занимает? Вот, начиная от начала, то есть вот ты пришел в универ. В универе вы получите PPL, CPL, отлетаете. Если все будет без задержек, Да. если, давайте говорить про высшее образование, 5 лет. Да. Вот Да. Отлетал Ну, 5 то есть лет. человек целенаправленно идет на пилота. Да. Он поступает на высшее образование, 5 лет он отучился, пока, значит, когда каникулы, он летает практику, в течение года учебного он получает теорию, выпускается, у него есть лицензия CPL, и помимо лицензии CPL у него еще допуски полета по приборам, Instrumental Rating, такой есть допуск, и допуск полета на многодвигательном самолете, то есть это 2 и больше. Это тоже важный допуск. Ну да. Почему я говорю про эти допуски? Без этих допусков ни одна компания, большая, коммерческая, не возьмет вас на работу. Вот у нее требования CPL, причем требования к кадетам, к ребятам, которые только-только выпустились, учились, они же зеленые, у них ни налету толком нету, Ну да. ничего. Вот им предъявляет такой минимальный набор требований, чтобы у них был. И дальше уже по своему усмотрению они могут увеличить его. Некоторые компании говорят, нет, мы берем на работу только людей, у кого уже есть допуск полетов на конкретном самолете. То есть уже узконаправленные, да, получается, специалисты? Ну, к примеру, Да. у них там парк 320-х, они вот все таких берем. Да, вот именно. Но опять же, чтобы переучиться и получить допуск полета на таком коммерческом большом самолете, это очень большие деньги стоит. Ну, какие? Вот чтобы, ну, просто для всех разные. Есть адекватная цена. Вот есть компании, которые, они коммерческие компании, они там, они эту цифру пишут более-менее адекватной, то есть они туда кучу разных доп Коврики инструментов, отдельно не продают. да, доп настроек не добавляют. И это составляет, вот первое, что приходит в голову, это в Америке, я недавно смотрел ради интереса, $15 тысяч стоит, чтобы получить допуск полетов на Airbus 320. Это ты получишь теорию, получишь практику, тренажер. Вот не уверен по поводу живых полетов, но тренажер, его достаточно, чтобы ты получил А допуск. по физическому, что там, как там? По Там физическому подтягиваться надо там 20-30 раз? Не, в смысле, вы имеете в Ну, виду то есть физическую какую-то, подготовку, да, прям как она ну есть? да, то есть вот Нет, я пришел, сказал, а я в кресло не влазю, ну, условно говоря. Не, ну это такие, знаете, вы же все равно медкомиссию проходите. Это еще одно требование, которое А ты вдруг должен я иметь. пройду? Пройдете. У нас есть ребята, которые, скажем так, внушают, впечатляют своими размерами, но они все в кресло помещаются. Вот. То есть это такая, навскидку, примерная стоимость, да, вот $15 тысяч, это в Америке. Это в Америке, а давай у нас сколько? Вот, например, мне недавно попадался на глаза мой старый документ, слава богу, он уже, контракт закончился. Когда я только устраивался в мою первую компанию, когда я переучивался, мне выдавали образование на сухом суперджете, вся моя переучка стоила около 5 миллионов рублей. Ё-моё, это по Да. какому курсу? 60? И она не была привязана к доллару, это просто вот сумма, которую они указали. Работу инструкторов, работа тренажерного центра, работа Я тут сижу, учебного думаю, центра. 1400, наверное. Много сказал, наверное, 1400. У других компаний это может цифра быть меньше, составлять меньше миллиона точно не будет. 1,5 миллиона это минималка, примерно, то, что То я есть вот слышал. где отбор проходит, да? Не по медкомиссии получается. Пилоты — это очень дорогостоящее удовольствие для авиакомпании.
Поэтому нас, если мы уже переучились, если мы уже действующие, стараются нас как-то беречь, стараются, э, образно говоря, поддерживать в тонусе. Но тоже нам особо послаблений не дают, нас держат в таких ежовых рукавицах. А за сколько времени можно отбить, я извиняюсь, вложение? Вообще есть разные варианты. Как правило, два, которых я знаю. Первый вариант, ты приходишь в авиакомпанию. Вот мы переходим на следующий этап. Ты выпустился, да? Да. У тебя есть лицензия, Да. ты молодой зеленый, у тебя налета нету, и у тебя нету, это называется type rating. Type рейтинг это, ну, поняли, Да. по-английски. Да. У тебя вот этого type рейтинга на конкретном самолете, большом коммерческом самолете, у тебя его нету. Да. Тебе нужно получить. У тебя денег нету тоже таких больших, чтобы получить, и отлетать и прийти. Да. Ты приходишь, и если компания таких, как ты, берет на работу, проводит собеседование с тобой, то есть дают такую возможность молодняку. А если компания развивается, если у нее флот большой, у нее, как правило, всегда есть какая-то текучка. Они всегда проводят какие-то наборы. То есть одни уходят, другие приходят. В больших компаниях, как правило, наборы не останавливаются. Они всегда хоть чуть-чуть, хоть где-то помалу, но все равно проходят вот этот конкурсный отбор. Вот ты приходишь, и с тобой проводят собеседование. Понятное дело, тебе не будут спрашивать вопросы, которые уже касаются рабочих каких-то процедур. К тебе будут относиться как к человеку, который еще в авиации не работал, не пришел только вот с училища. Но тоже отборы такие довольно-таки серьезные. Там сидит комиссия из 5, 6, 7, бывает 10 человек. Вот ты приходишь, круглый стол, и садишься в центре. Как на экзамене, короче. Да, как на экзамене. И тебя начинают спрашивать, ну расскажи нам, как вот это, по аэродинамике расскажи, а по То навигации есть по теории расскажи. гоняют. Гоняют по А на каком теории. языке? Ну, если ты устраиваешься в России, то на российском, на то есть на русском русском. языке, да, за рубежом на английском. Ну, стараются английскому тоже уделять внимание, даже в России. И в Украине, везде, потому что английский это неотъемлемая часть в авиации. Все же по-английски идет. Да. Ты, когда приходишь устраиваться в авиакомпанию, у тебя минимальный набор должен быть. Это те документы, которые я уже успел сказать, раз, да. Медицинское свидетельство первого класса. Это ты прошел, мы его проходим каждый год, раз в год. Но еще и полугодовой есть. Мы его подтверждаем, нам дают такую бумажку, что мы здоровы, мы по всем требованиям проходим. Это второй документ. Третий документ – это сертификат, что ты владеешь уровнем английского языка. Не менее четвертого. Не менее... Это какой? Там вообще, если я не ошибаюсь, 7 уровней. 6 точно есть. Насчет 7 врать не буду, по-моему, 7 тоже есть. А там же специальный язык, там же не разговорный такой, не... Зависит от уровня. Потому что 4 уровень, он такой среднячок, ты должен знать все свои авиационные темы. Да. То есть он включает в себя темы касаемо авиации, аэропорта, самолета. Ты когда приходишь сдавать экзамен на уровень английского языка, у тебя он состоит из 3 частей. Первый — это расскажи о себе. Ты просто там, я такой-такой, ты там-то родился. Let me, да, speak from the bottom of my heart. Да. Потом второй этап — это конкретно уже профессиональный, то есть с тобой проводят какой-то радиообмен. В каждой компании он проводится по-разному. Самый такой популярный обычно любит включать такую специальную программу, или с тобой вживую ведут радиообмен, то есть рейтер, экзаменатор, он в качестве диспетчера, ты в качестве пилота. И он с тобой ведет какой-то радиообмен, какую-то ситуацию обсуждаете, то есть как вот в самолете. Да. Там, например, я не знаю, там Turkish 312, и начиная с этапов запуска, руления, взлета, потом происходит какая-то аварийная ситуация это в радиообмене. все наизусть, да, нужно? Все это учишься наизусть. Фразеология, ты знаешь ее, да. Там уже установленные фразы, ты их должен наизусть знать. Там несложно. Там, в принципе, когда ты начинаешь это все дело изучать, там вопрос-ответ. Как тебя спросили, так и отвечаешь. Да. Например, я не знаю, там Turkish 312. We are ready to start up the engine. Ну, к примеру, да, мы там готовы запускать двигатель. Тебе отвечают, запускайте двигатель. Или тебе дает диспетчер указания, набирайте там 10 тысяч метров. Ты говоришь, набираю 10 тысяч метров. Там арифметика несложная.
Вот. Я сейчас начал об этом говорить и хотел быстро сказать какой-то пример и понимаю, что у меня в отпуске просто все из головы, знаешь, вылетает. Хотя когда ты в кабине, ты все прекрасно знаешь. Вот. И третья часть — это какая-то интерактивная часть в этом экзамене по английскому языку, которая в себя включает и профессиональное, и просто какой-то. Вот, чтобы показать уровень 4-го языка, ты должен понимать, что тебе говорят, отвечать и постараться говорить без ошибок. Можно говорить простым языком, в present simple, в past simple, без всяких поговорок, без всяких... Вот просто стандартный, аккуратненький такой вот четенький ответ тебе 4-й уровень дадут. Хотя многие любят придираться и сказать, ну вы там что-то не знаете. Ты должен отвечать, понимать вопрос, отвечать на него. Есть стандартный список вопросов, связанных с авиацией, которые любят задавать, там, связан с перроном, или там, вот как, стандартные какие-то общие вопросы. Расскажите, как летает самолет. Они тебя на английском спрашивают. То есть физику тоже, да? Ну, то есть ты должен понимать. Ну да, но в рамках сдачи в рамках сдачи экзамена на английский язык тебя не будут глубоко спрашивать основы авиации. Там будет что-то поверхностное. Вот просто как летает самолет, ты объясняешь. Ну, вот есть такие понятия, как подъемная сила, там, и так далее. Там, вкратенько. Или там, а вот расскажите, какие облака бывают опасны для полетов. Общие вопросы. Это про который ты мне сказал, да? Это Я так, думал, что это красиво, а так оказывается опасно. Красивые слэш опасные, да. Они и красивые, и опасные. И да, то есть получить, чтобы вот этот минимальный 4-й уровень, ты должен четко показать. Тебе могут и 3-й дать. То есть это не значит, что его провалил. Ты просто будешь... Просто понизить тебя до этого. Да, ну, то есть авиакомпания скажет, что у нас требование 4-й. Ну, Поэтому, сорян, да. Если ты уже там начинаешь проявлять себя как это правильно называется, как native speaker, который ты уже не просто отвечаешь сухо на вопрос, а можешь, когда там расскажешь поддержать о себе, беседу можешь. Да, знаете, там, once upon a time, и начинаешь какие-то там... С флешбэками, да, какие-то обороты, то есть используешь сложную грамматику, всякие conditional, то есть это не просто past simple, это уже там past perfect, уже какой-нибудь интересный. То есть это уже, да, это значит, что ты уже выше 4-го, то есть ты уже идешь на 5-й. 5-й уровень — это уже такой серьезный, такой классный считается. 6-й — это вообще это Маргарет Тэтчер в кабине, наверное. Не, ну слушай, у вас же, ну ты же танковский, да? У вас же язык нормальный там, ну ты как вообще? Я английский знал, да, хорошо. Я когда пришел устраиваться в авиакомпанию, я сдал сразу на 5-й уровень. Мне это не составило труда. Но тут есть такая особенность. 4-й уровень языка ты должен его подтверждать каждые 3 года. А 5-й не надо? 5-й раз в 6 лет. Ты представляешь, что ты одно дело, когда ты каждые 3 года занимаешь и вспоминаешь, потому что все равно ты расслабляешься. Когда ты постоянно его не используешь, каким бы ты крутым носителем языка не был, все равно оно где-то забывается, уходит. Хочешь что-то быстро сказать, оно улетучивается. Я это почувствовал, когда я после 6 лет пришел заново сдавать, но я вроде как подготовился. И я считаю, что я неплохо держался, но все равно нашли разные ошибки, указали мне на них, но я не стал спорить. Я сказал, не понизили тебя? Нет, мне дали 4-й, там и поменялись состав, но я был не против. То есть он особо не... В моей работе он ни на что не влияет. Когда я только устраивался, мне говорили, что, знаешь, будет у тебя 5-й уровень, у тебя сразу там есть возможность, там карьера быстрее пойдет. Я почувствовал, что 5-й уровень не дал абсолютно ничего. Я просто был, носитель 5-го языка. Мне говорят, красавчик, и все. В узких кругах, да, просто? В узких кругах, да. Да, я поэтому, когда заново сдавал, решил, что если постараться, можно было. Вот я недавно, я в прошлом году прошло очередное время сдавать, мне уже хотели снова поставить 5-й, была там пару ошибок, мне говорят, давайте вы еще раз придете к нам, вот вы пока вот свеженький, да. мы вам, вот вы вот чуть-чуть мне хватает, вы буквально пару ошибок допустили. Я говорю, нет, спасибо, это заново это все оплачивать, нужно еще... платное все. Да, первая попытка за счет компании, вторая это за твой счет. Я около 5000 рублей, что ли, я не помню сейчас точно. Я думал, все полтинник скажешь. 55 тысяч рублей вроде как терпимо. Я не решил, что... Ты этот уровень, если тебе прям надо, например, у тебя появились перспективы устроиться в международную там какую-то зарубежную компанию. Ты можешь просто прийти, и этих школ много. Прийти, сказать, я хочу сдать, получить отдельный сертификат и пойти, если тебе это надо. Если это просто рутина для работы, тебе это надо сделать, я не вижу смысла, чтобы там напрягаться сильно и получать. Я для себя знаю, я английский, хорошо владею. Да. Я могу общаться. Я жил в Соединенных Штатах в свое время. Поэтому для меня проблем-то никаких не составляет. Но вот лишний раз напрягаться, чтобы кому-то что-то доказать в компании, я в этом смысла никакого не вижу. А вот смотри, вот ты, получается, уже сколько лет летаешь? Именно вот... 16-го года это получается... 8 лет? Да. То есть 8, почти 8 лет. Да.
А ты можешь, допустим, да, вот я вижу, да, ты пока Хави-Пей, я там, Sounds. да, смотри, вот мне кажется, что вот в моем мире пилот это там, некоторый условно человек с навыками, и он может пойти там по всему миру. Это английский язык, он же везде, как бы, да, рабочий, получается, технически рабочий. То есть ты можешь в любую страну поехать и сказать: так, ребята, салам алейкум, вот у меня там такие-то допуски, такие-то уровни, столько-то налетов на таких-то машинах, возьмите меня на работу. Это так? Да, То есть ты, в принципе, можешь поехать куда угодно. да. А почему ты не летаешь, допустим, в той же Америке? А вы почему подкасты в Америке не А тут, проводите? кстати, Вы почему сейчас? Я почему пришел к Мазму Захаю, не к Дудю, например, да? кстати, это хороший вопрос, да. Опять же, отвечая на ваш вопрос, можно или нет, ответ можно. Да. Никаких запретов, ограничений нет. А дальше начинаются уже нюансы. Вот продолжая прошлую тему, когда ты приходишь обычным вот выпускником училища, да, вот я Да. сказал, минимальные требования. Это твои лицензии, твоя медицина, английский язык, Мгм. ну, может, там пару-тройку каких-то еще дополнительных сертификатов, типа технического английского или допуска к полетам к МВЛ, это международной воздушной линии. Если ты курсы прошел международные, это не обязательно, это дополнительно, кто хочет, тот вводит. Дальше тебя компания берет на работу, если ты показал себя в теории хорошо, Мгм. и за свой счет тебя переучивают на тот самолет, который есть во флоте Ну, этой это компании. логично. Это То есть, как логично. правило, как правило, это узкофюзеляжный самолет, как правило. Что Но есть это компании. значит узкофюзеляжный? Ну, Это вот 3-3? Если прям говорить очень грубо, вот вы приходите на самолет, Да. видите, вот тут 3 кресла, и вот тут 3 кресла. Ну, 3-3, да. Да, это узкофюзеляж. Если вы приходите, что Кукурузник. вот этот, кукурузник, вы прям опустили. Ну, я в других не летал, кстати. Не, Не довелось. кукурузник, отдельная тема. Кукурузник это обычно называют самолет Ан-2. Ан-2, да. Не, Ан-2, я знаю. знаменитый трудяга, который до сих пор летает, ему не знаю уже бог знает сколько лет. На нем летал мой отец, на нем летал мой дедушка, на нем летал и я тоже успел полетать на этом Ан-2. И он до сих пор летает. То есть, если я захочу, это можно сын мой успеет на нем полетать, если я прям очень захочу, то вот. А если вы приходите и видите, что помимо одного коридорчика у вас еще второй есть, Мгм. где вот можно, да, там, Еще второй этаж там бывает, да? еще и второй, это вообще-то не только широкофюзеляж, это уже, да, двойной этаж. То это широкофюзеляж. Ну, это я грубо объясняю. Да, Есть да. класс самолетов. Ну, слушай, у нас люди неподготовленные смотрят, поэтому это нормально. То есть грубо это как раз-таки понятно. это так очень упрощенно говорю. Очень понятно, да. Приходите, если там один коридор, по которому туда все ходят, это узкофюзеляж. Если Да. два и больше, ну, как правило, это два, то это уже широкофюзеляж. Есть компании, у которых только широкофюзеляжные самолеты, например, Emirates. У них нет узкофюзеляжа. У них узкофюзеляж только в дочерних компаниях летает. Fly Dubai. Вот у них только широкофюзеляж. Но я не знаю случаев, чтобы они брали вот только с ребят, В чем которые... отличие? Ты не можешь сесть на широкофюзеляжный? Если документация и внутренние документы, внутренний распорядок авиакомпании позволяет взять, то они возьмут. Но опять же, в авиации тоже без кумовства есть место этому быть. Да. Если обычно с улицы придешь, тебя никто не знает, тебе скажут: извини, нет. Если придет человек, у которого определенные связи за спиной, да, и у него там есть какие-то... Если он по минимальным параметрам проходит на той же широкой... То есть здесь тоже работает такая штука? Есть такой, не во всех, но есть, например. Те же Emirates, они в основном берут у ребят, у которых уже с опытом. Вот. То есть ты Как можешь будто не бы быть... логично, да? Да, они уже берут, они тебя все равно переучивают, но ты уже на узкофюзеляже, ты уже работал в гражданской авиации, ты уже имеешь какой-то опыт, у тебя есть какое-то Ну, количество тебе часов. можно машину доверить просто, грубо Да, говоря. да, вот. Компании, например, которые тоже большие компании, развивающие компании, и у них есть во флоте узкофюзеляжный самолет, они могут позволить себе брать, и у них есть большой инструкторский состав, да, которые могут позволить себе обучать таких вот ребят, которые только зеленые пришли. В Аэрофлоте, например, есть такое, если говорить. Там, в Turkish Airlines, по-моему, тоже есть. Все равно пилоты-то нужны, люди стареют, уходят на пенсию, новых набирать не всегда получится взять готовых. Поэтому не бывает, что периодически эта программа может не действовать на постоянке, но какой-то раз в сезон они могут открыть. Вот сейчас вот мы месяц будем набирать вот таких вот кадетов, которые только с училища. А ты контракт подписываешь, когда у тебя так доучивают до какого-то... Конечно, конечно. Чтобы ты не сбежал, условно говоря. Это, да, это абсолютно нормальная практика. Ты приходишь
тебя компания за свой счет переучивает. Вот, Да. опять же, продолжая эту тему. Да, Все, да, ты уже да. прошел Да. собеседование, ты попал в авиакомпанию, Да. тебя все поздравили, и тебя направляют по производственной необходимости. Бывает такое, что же есть несколько узкофюзеляжных, у него и маленький Airbus есть, и маленький Да, Boeing, да, и, да. И и все разные Суперджет, они. например, да. И вот где нужен человек, они туда направляют его в группу переучивания, и он проходит курс переучки на этот самолет, он проходит курс аварийно-спасательной подготовки, он проходит курсы опасный груз, он такой называется, перевозка опасных грузов. Там очень-очень много разных курсов. То есть, чтобы подготовить пилота, это в моей прошлой компании, с момента, как я прошел собеседование, это был январь 2015 года, Мгм. самостоятельно начал летать только в июне 16-го, самостоятельно уже введенным вторым 1,5 пилотом. года. 1,5 года, это все, включает все эти курсы, мои стажерские полеты. А ЗПшку ты получал? Зарплату получал? Я находился в учебно-летном отряде и получал минималку, там около 20 Ну, то тысяч. есть что-то было, то есть Не, приход был. да, что-то было. Да, не, понятное дело, пока ты не начал летать. Некоторые компании уже начинают какую-то хорошую платить зарплату. Некоторые, там, оклад, например. Тебе за налет не платят, а оклад будет платить. Уже какие-то плюшки. Emirates, если ты устроишься. Я почему часто говорю Emirates, потому что есть чем... ориентир. Там есть у меня друзья, которые знакомы, некоторые Да. вещи я могу... И тем более это громкая авиакомпания, Ну да, всем да, известно. Я могу приводить примеры таких вот авиакомпаний. У Emirates там с самого начала ты уже начинаешь и вроде как и получать, и льготные ништячки начинаешь Но получать. они же и зеленых не берут, они уже опытных берут, поэтому как будто бы По-моему, логично. да, по-моему... Но опять же, говоря о зеленых, если гражданин Арабских Эмиратов где-то переучится и придет, мне кажется, для Сразу. своих у них какие-то, да, есть там... Ну, локалы, да, такие так называемые. Да, Ну, это другая. для своих, для определенной касты у них, мне кажется, есть своя группа переучки. Раньше Emirates в хорошие времена, у них вообще был набор очень широкий. Они брали с любого типа самолета, у них была большая такая длинная программа переучивания. Мгм. Они сейчас ее приостановили. То есть ты мог прийти там, с Ан-26, если у тебя там главные допуски все есть, ты мог прийти, прошел все там, собеседования, ты проходишь, голова на месте, фляга не свистит, скажем так. Кстати, насчет фляги, да. Вот, и ты проходишь, и тебя уже все за свой счет компания переучивает, и ты подписываешь с ней договор. Мгм. Некоторыми компаниями ты подписываешь контракт, и из зарплаты тебя вычитают стоимость переучивания твоего. Другие компании, они у тебя ничего не забирают, но у тебя есть минимальное количество лет, которое должен отработать на авиакомпании. Сколько? 5 лет, как принято. Ничего себе, это Примерно много. 5 лет. Три редко, в основном 5 лет сейчас делают, да. Многовато 5 лет, как будто бы. Ну так компания заинтересована, чтобы ты намного раз они тебя переучили, то ты вообще должен быть как раб на галерах у них, да, пока ты сединой не покроешься, потому что зачем? Ты у нас есть, все, мы в тебя уже деньги вложили, зачем нам вместо тебя еще потом кого-то искать? И все, работай у нас. Ну вот смотри, давай, это в принципе понятно. То есть вначале ты сказал, что просто любой желающий приходит, учится и летает. А на самом деле много нюансов, и не каждый сможет. Очень много прописано мелким шрифтом, Да, да. да, со звездочкой. А теперь смотри, такой момент. Вот ты, получается, с каждым годом, с каждым налетом ты повышаешь статус, да, как пилота. Есть такая история? И вы имеете в виду классовость? Ну Первый вот, класс, второй вот, класс? допустим, для компании, да, иметь пилота, у которого 10 тысяч налета, да, и там 1000 налета, это же Да. разница есть. А в деньгах это как-то выражается? То есть, Нет. Почему? Я просто за американским пилотом слежу и за турецким. И там они это проговаривают, что вот я там 22 года летаю, у меня там вот такие вот там, ну... Есть такое понятие, которое называется seniority. В международных Да. больших компаниях оно практикуется. То есть там такое имеет место быть. Я сейчас просто приводил пример в местных авиакомпаниях. Хотя в местных, в том же Аэрофлоте, например, seniority, по-моему, раньше тоже использовалось, но не так сильно. Сеньорити, да, я Да, вспомнил. например, в МАУ, это Международная авиалиния Украины, там, по-моему, seniority тоже работала. Там ты начинаешь, устраиваешься, и у тебя пошел стаж. И чем выше твой стаж, тем выше твой статус авиакомпании. Ну, как будто бы логично. Логично. Даже бывает так, что второй пилот работает долго, уже лет 10, ну, к примеру, лет 10. И приходит с улицы готовый командир, которого у него сразу взяли слева налево. Так у этого командира по статусу будет ниже, чем тот второй пилот, который летает уже 10 лет. Да. В России, например, это не совсем работает.
То есть не работает. Если да, ты второй пилот, у тебя права второго пилота, Все, ты скажем так. знаешь свое место. Да, Ты не второй важно, пилот. сколько ты лет. Ну, не важно, сколько ты лет отдал этой Но я вот с авиакомпании. этим согласен, потому что все-таки ответственность у пилота, у командира. командира судна. Ну да. Хотя да, есть вот такое. по авиакатастрофам там всегда вот там что-то доверят второму пилоту, и он что-то запорит по-любому. Вы понимаете, мы работаем одинаково. Если посмотреть по рабочей нагрузке в кабине, мы работаем абсолютно одинаково. Есть пилотирующий пилот, pilot flying, есть пилот, который мониторинг, который он мониторится, он не пилотирующий. Мгм. Как в классическом полете мы приходим на брифинг, готовимся к полету, мы решаем, куда хочешь полететь. Ну, я спрашиваю второй пилот, он говорит, я туда хочу слетать. Мгм. Летим в Стамбул, например, ты куда хочешь? Обратно домой или в Стамбул? Он говорит, я в Стамбул хочу. Я говорю, окей, тогда я буду обратно лететь. Если ему позволяет допуск слетать в Стамбул, Прикольно, да. да, То есть он можно полетит, решать, да, да, так? да, если он имеет право летать. У нас тоже есть у второпилотов допуски. Кто-то может летать, у кого нет вообще права, он только ввелся, у него нет права взлета и посадок. Мгм. Глупость, я считаю, но такое тоже имеет место быть. Он там не может не садить, не взлетать, только там документы заполнять и там на эшелоне во время, просто там следить за параметрами. И все, если он пилотирующий, он делает все сам. Я как командир не вмешиваюсь. Единственное, что я делаю, это запускаю двигатель и рулю, это мое, да. Но когда мы уже на полосе мы взлетаем, я ему передаю управление, он взлетает сам, он набирает, он все делает сам, он снижается, когда время приходит, он заходит на посадку, садится, делает все сам, и когда уже надо освободить полосу, рулить, он мне передает управление, я уже дальше делаю все сам. Это дедовщина получается, да? Не, наоборот, я говорю, у нас все равно все абсолютно... Это раньше советская модель экипажа 5 человек. То есть командир воздушного судна, Там да, поговорить можно было. это такая-то голова экипажа, да, самый главный. Борт-инженер — это руки экипажа, он сидит, там, двигатель. Сзади, всё да, это. сидит он там? Он обычно посередине сидел. Вот. Штурман — это второй человек после командира всегда был. Дедушка мой всю жизнь штурманом отлетал, главный штурм был. Он тоже, я же говорю, второй человек после командира, штурман, он глаза экипажу. Куда, что, навигация — это все его. Раньше были еще бортрадисты. Ну, их потом убрали, уже после 90-х, даже уже ближе к концу 80-х потихоньку они стали уже уходить. Бортрадисты чисто за связь отвечали. Связь там с кем-то, у них отдельная своя была, отдельный уголочек. А пятый кто? Вот. Второй пилот. Точно, забыл про него. Да, это член экипажа. Ну, слушай, как будто бы это нормально, разумно. То есть распределили между собой обязанности и спокойно все И летают. экипажи всегда были обычно одни, то есть устоявшиеся, то есть они были закрепленные. Да, Они да, всегда сработанные. летали одним составом. Сработанные. Да, бывало допускались какие-то резервные небольшие перетасовки, но, как правило, вот экипаж, Это вообще круто. вот, и он летает. Это, да, вот когда летал еще мой отец в советское время, когда летал мой дедушка, у них было вот так. Сейчас нас 2 человека. Это командир, второй пилот, и я прихожу, всегда мы меняемся. То есть я прихожу на рейс, я не знаю, с кем я полечу. Да, да. Я прихожу, открываю программу, я сегодня там лечу с Петей, завтра лечу с каким-нибудь там Альфредом, например. Послезавтра какая-нибудь Татьяна, например. Летал с женщинами? Девочками, да, летал. То есть они были вторыми, да? Да. Ну, у нас и много командиров девочек, которые И летают. как себе? Да, в принципе, нормально. Единственное, иногда кажется, как будто ты с женой в кабине, знаешь. Запроси, давай потом. Ну ладно, давай потом. Летишь дальше. Так, сделай вот это вот. Ну а зачем? Мы же не торопимся. Давай другое сделаем. Ну ладно. То есть, если позволяет ситуация и время, такой, ладно, хорошо. Не будешь на нее давить. Потом возникает что-нибудь такое, где там тебе уже сделай это. А может там другое. Ты такой, сделай это. И такая, ну ладно. Да, закатывают глаза, давай, ну хорошо, там что-нибудь. Какую-нибудь процедуру выполнит. Или давай начинаешь снижаться уже, там, выполняешь определенные свои процедуры, там, запроси вот это вот. Да они не дадут ничего, что лишний раз запрашивать? Я говорю, запроси, я тебя прошу, запроси. Скажи диспетчеру вот это, я тебе говорю, сделай это. Она такая, ну ладно, что ты там запрашивает. Ну это не правило, это так, знаешь. Ну, понятно. Некоторые да, некоторые нет. Но с ними, знаете, девушки в кабине, они в чем-то, я не могу сказать, что они хуже летают или лучше летают. Они абсолютно адекватные, работают. И в некоторых параметрах они даже работают лучше, чем мужчины. Вот они аж заточены. Вот есть процедура, надо сделать 1, Чётко, 2, да? 3 в этой последовательности.
Мужчины, бывает, что они это все выполнят, но могут последовательность нарушить или там где-то что-то незначительно упустить, ну, такое, которое не сильно там на что-то влияет, просто вот ему... Ну, они глобально мыслят, скажем Да, так. да, они там Летим уже... же вроде. Они в целом все понимают, как система работает, Да, они да. уже знают, где можно где-то, скажем так, внимание где-то можно понизить, где-то больше. А девушки, они вот четко, как так написано, все. Просто женщины, они же, ну, у них же гормоны очень сильно работают. И это, ну, нет таких вот Ну, они... наблюдений, скажем так. Ну, им четко было сказано, да, что вот все, у тебя нет пола, ты пилот. Вот есть работа, ты должна работать. Но если бы я был бы у руля, если бы я был бы не знаю, главой авиакомпании или что-нибудь, я бы, неважно, пилот это или бортпроводница, у которых тоже работа, скажем так, такой Да. неблагодарный труд, я считаю, они работают очень тяжело. Я бы девушкам, вот, не знаю, там, в месяц 4-5 дней, сколько им нужно, отдавал бы просто свободных оплачиваемых выходных, Ну, я ж про когда это и им говорю. надо, Да, у да. каждого же там этот... Без объяснения причин, что Да, называется. чтобы они просто перезагрузились, остановились, отдохнули и сделали все дела, и вернулись к работе свежие. Я считаю, это важно. Да, просто, ну, я же про это и говорю, потому что все-таки стрессоустойчивость, она же, ну, не на ровном месте берется. И знаешь, вот мне кажется, что в техническом плане иерархия легче работает, когда два мужчины. То есть, условно говоря, тебе не нужно объяснять, Ну, есть такое. извиняться там перед женщиной. Есть да? такое. Не в больших масштабах, но Да. оно есть. Нюансы. Да, то есть все равно, хочешь не хочешь, с девушкой, она к себе такого повышенного внимания, может, и не требует. То есть они заточены, они учились также в училищах, они жили в тех же общагах, они летали на тех же учебных То есть самолетах. тот же путь прошли. Они прошли тот же путь, они уже готовы к этому, если так можно сказать, мужскому миру, хотя его не совсем грамотно, да, говорить мужской мир. Ну, чтобы было понятно, просто Ну, объяснять. он был мужским, как бы, да, и стал общим. Да, раньше же так много-то девушек не летало за штурвалом. И все равно, хочешь не хочешь, ты, будучи мужчиной, у тебя у самого, ну, у меня, например, я полноценно все равно буду как-то стараться делать какие-то поблажки. То есть делать как-то, говорить мягче или подбирать слова. С мужчиной он тебя может понять. Даже Ну, если у вас где-то грубо иерархия жесткая, ты ему говоришь, так, давай, что там, быстро. Да, с девушкой все равно. Вот, например, нам нужно таскать чемоданы навигационные. Помимо своих вещей, у Ну, нас еще очевидно, таскай. выдают. Да, то есть обычно, как правило, в чемоданы тащит второй пилот. Вот у него этот большой чемодан с этой документацией, хотя мы уже уходим от всей этой бумажной ерунды, но вот конкретно у нас это вот есть на наших самолетах, не на всех, но есть. Естественно, если я лечу с девушкой, то я не позволю ей нести этот чемодан. Я сам возьму, говорю, давай, ладно, я понесу. Она говорит, спасибо. Хотя я часто наблюдал ситуацию, идет на экипаж, два инструктора, мужчин такие, знаешь, махровые инструктора, одному лет много, другому, и сзади такая девчонка, у нее свой чемодан, своя сумочка, этот большой чемодан, она так за ними идет. Ну, что ты там идешь? Нет, ну давай, сейчас. Ну, сразу жизни учат. Ну да. То есть такие-то ситуации тоже бывают. Ну, мне кажется, что еще нужно, ну, как бы немаловажно нужно сказать, что и там определенный тип девушек идет на это. Все-таки это не каждая женщина пойдет на пилота все-таки самолета. Ну, все-таки. Ну, понятно, все, люди То есть, разные. да, ну, то есть, если, допустим, у мужчин выборка все равно шире, ну, то есть, я вот, ну, все, решил пойти, то есть, не знаю. А у девушек, мне кажется, и прям, ну, то есть, определенный тип, наверное, девушек идет на эту историю. Ну, это рамки в голове. Потому что если смотреть по работе, и мое субъективное мнение, то, что эту работу может выполнять каждый. Там нет ничего такого прям сверхъестественного. Я говорю конкретно о пилотировании и о принятии решения. Да, там может быть есть определенная нагрузка, определенные нюансы в работе тоже есть. Но при желании привыкаешь, все изучаешь, ничего там такого сверхъестественного нету. Если человек сам себе рамки какие-то поставил, там это... Да, там это не получается, у него не будет. Также и девушки. Я согласен с тем, что да, девушки в большинстве своем многие позиционируют себя как мамы, да, такое, более что-то такое нежнее, там, домашнее. Хотя это тоже вариант вчерашнего дня, мне кажется. Сейчас уже девушки прогрессивные. Такие, да? Да, сейчас уже папы такие. Вот, девушки прогрессивные, и работают, и семью смотрят, и детей рожают, воспитывают, и на работу успевают ходить. То есть
У всех по-разному. Ну, смотри, если говорить про женщину-пилота и вообще про мужчину-пилота, и вообще про профессию пилота, я говорю не про то, что сложность в том, чтобы посадить или взлететь на самолете, а это борьба и реагирование на нештатную ситуацию, которая может возникнуть. Потому что вот сколько я, опять же, извиняюсь, да, возвращаясь к этим авиакатастрофам, я смотрю там часовой фильм про то, как упал самолет, и потом выясняется, что он падал 1,5 минуты. Это очень мало. И время принятия решения очень короткое. Да. Поэтому вот вопрос такой. Бывали ли у тебя в твоей жизни вот такие ситуации внештатные, когда реально ты напрягся? То есть что-то пошло не по протоколу? Ну, конечно. Что это было такое самое стрёмное? Я не могу, слава богу, похвастаться, что у меня был какой-то вообще жескач. где Двигатель там, выключался? Двигатель, нет, слава богу, не выключался. Всегда целый, всегда с двумя взлетал, с двумя садился, привозил на базу, все целое. Но помимо двигателей у нас куча разных других систем, которые тоже отказывают, Ну которые что, вот, что сдают такое? сбой. Прям вот, прям. У меня бывало отказные ситуации, аварийные ситуации с колесами шасси. Не выходили? Не убирались. Вот это вот просто мы как это получается, мы все время под крыльями сидим, и под шасси, и ты прям чувствуешь свои задницы, как они вылазят и заходят обратно. У меня бывало, да, с шассиями, слава богу, не убирались. Потому что хуже, когда они не выпускаются. Как будто бы логично, да. Да. Но ты же и лететь не можешь с выпущенными шасси. Нет, ты можешь лететь? Почему нет? Всю дорогу можешь лететь? Если у тебя хватает топлива, М. если ты провел расчет, что у тебя все хватит, да, у нас есть таблица, у нас есть определенный алгоритм расчета, ты смотришь, какая в зависимости от эшелона, от высоты полета, в зависимости от скорости, у тебя ты сможешь расход свой часовой, у тебя просто расход увеличивается, а так-то самолет как летел, так и летит. У тебя может просто топлива не хватить. Если И- ты считаешь, что топлива не хватает, конечно, ты не глупый, ты не полетишь дальше, ты вернешься обратно и никуда дальше не идти. А если у нас много... Вот, например, взять рейс Москва-Санкт-Петербург. Так. Вот. И там есть техническая база. Мгм. Рейс короткий. Там около часа, даже бывает меньше лететь. Тут уже включается творчество. Вот, допустим, у тебя возникает ситуация, не убрали шасси, например, да? Вот они у тебя выпущены. У тебя есть вариант или вернуться в Москву, там, не знаю, Шереметьево, неважно, Домодедово, или же лететь в Санкт-Петербург, лететь час. Мгм. Вот ты смотришь, первое, на что ты будешь смотреть, у тебя при условии, что у тебя все остальное работает. Да. У тебя двигатели работают. Просто шасси не ушли. По какой-то причине там замок. У нас была ситуация, не у меня, а у коллег. В нишах шасси есть замок. Мгм. То есть такой, как крючочек такой, Мгм. куда, когда шасси убирается, оно входит в этот замок, он защелкивается, Мгм. да. И мы должны его проверять, что он находится в определенном открытом положении. То есть, если он открыт, когда шасси будет убираться, у него войдет в него, Да. станет на замок и уйдут. Бывала ситуация, что техники во время обслуживания или что-то не ремонтировали, или, всякие ситуации. Замок просто могли подвинуть, он из открытого положения в закрытый. Мгм. Просто подвинули, он же тоже там ходит. Мгм. Подвинули, не обратили внимания. Мгм. Это было, несколько раз такое было, уже при моей летной работе. Не у меня, но вот у коллег. Они взлетают, шасси убирают, замок-то уже закрыт. Он в паз не входит, оно не убирается. Что бы они ни делали, они просто не То есть убираются. они поднимаются и обратно спускаются? Да, они вот зависают на определенном положении, алгоритм срабатывает. И обратно. И обратно, да. То есть, он- то есть пассажиры понимают, что там все время какая-то возня идет под этим, да? Но они это не видят, они просто могут слышать какие-то посторонние звуки. Там хорошо чувствуешь это, там не надо видеть. Ну, возможно, да. Я просто не обращаю внимания, я как-то расслабляюсь и не Я в думаю об окно этом. смотрю, да, прямо. Да. Я там, бывает, ютубчик открываешь, там музыку слушаешь, и мне вообще ничего не волнует. Так, видео для расслабления, да, у меня шасси не убирается. Да. Но это я говорю, когда я пассажиром лечу, а не когда никогда в кабине. Вот. И, то есть, отказного-то нет ничего, просто замок был в таком положении. Ну И да. вот у тебя возникает уже момент творчества. Если ты вернешься в Москву, это по-любому инцидент. Это будут расследовать, ты его конечно, взлетел. ничего это всё себе. смотри. Если полетишь в Санкт-Петербург, то есть ты продолжил рейс, да, у тебя будет эшелон, высота пониже, но ты можешь как-то сказать, обосновать, почему ты диспетчерам сказать, нам нужно там для чего-нибудь. Ты не говоришь, что у тебя шасси не выходит. Нет, ты в любом случае эту ситуацию объясняешь, да, там, там какие-то... Нам нужно... Тебе же не обязательно прямо говорить. Если у тебя будет гореть двигатель, ты скажешь «Mayday, Mayday», да, это Да, такая да. фраза. Вот. У тебя с шоссями, если ты видишь, оценил, что у тебя в принципе все работает, ты
можешь не сказать напрямую, что вот у нас там шасси отказали, можешь сказать, нам нужно проверить систему. Сказать мягче, чтобы лишней суеты не возникало, панику скажем не так. наводить, Это да. такой тонкий творческий момент. Согласно протоколу, ты должен, все объяснять, докладывать, там тебе даже. И вот ты смотришь, у тебя, в принципе, все, ты видишь, у тебя все работает. У тебя просто шасси не заходит, там, замок не стали, но у тебя все, самолет летит, все нормально. Ты можешь, у тебя большой, тебе, например, заправили, очень много топлива тебе Да. дали, затанкировали, что ты там, у тебя еще на обратный рейс есть. Почему бы не долететь до Санкт-Петербурга, к примеру? Ты не обязан это делать, но ты можешь таким образом сохранить время и, скажем, оказать некую услугу авиакомпании. То, что я сейчас говорю, это не Незаконно. процедура. Нет, у тебя есть в любом законодательстве, в том же и авиационном, есть определенные лазейки, есть определенные тонкие грани, где можно прочитать и с одной стороны, и с другой стороны. То есть оно вроде как не запрещается, но не разрешается. Но это же про ответственность, которую пилот берет на себя, правильно? Вот это момент уже, для чего мы там То сидим. есть второй пилот в этот момент отворачивается и смотрит в окно, да? То есть ты там давай решай, я как бы просто с тобой лечу. Никто против закона ничего делать не будет. Я же говорю, это моменты, которые такие, скажем так, и так можно. То есть ты можешь так все сделать, что к тебе не придраться, ты сделал все по протоколу. Например, ты взлетел, ты сказал, что в Москве погоды нету, например. Или ты знаешь, что у тебя там, ты только что взлетел, там гроза стояла, и ты сейчас, если будешь строить обратно шассиями туда заход на посадку, у тебя посадочная масса С большая. полными баками еще страшно. Да, же. тебе нужно где-то вырабатывать топливо. Тебе все равно, значит, где-то придется летать. Например, ты взлетел, у тебя масса большая не позволяет сесть. Тебе все равно где-то кружиться летать. Я это время могу использовать, чтобы долететь до Санкт-Петербурга. Зачем? Что я буду кружиться возле Москвы на высоте там какой-то определенной, что я в Питер полечу. А там я преспокойно сажусь и просто делаю запись Боржинал, что там. И там уже в Санкт-Петербурге идет просто задержка рейса. Это уже другая ситуация. Да. Это уже не про инцидент. То есть там Да. уже... Ну, как бы внутри компании все равно ситуация будет расследоваться, но оно дальше авиакомпании может не пойти. Ну, это знаешь про что? Вот, допустим, если смотреть глазами пассажира, да, вот, к примеру, ты в Москве. Ну, давай так, не в Москве, к примеру, вот мы в Сочах, да, сели. Да. Все, мы сидим в самолете, мы взлетели, летели, и тут опять в Сочи вернулись. То есть Да. это же инцидент реально. Нет, Значит, почему? А вдруг там вы летели в Стамбул, у вас погоды просто не было в Стамбуле, вы вернулись из-за погоды? И это такое бывает, да? Это очень часто бывает, да. И это не считается инцидентом. Это из-за погоды вы вернулись. Это абсолютно нормально. Я так А делал. вот, Я там был, там всё нормально. Дома что-то забыл, да так, ребят, погоды в Стамбуле нету, мне нужно вернуться. Ну, да. А ну вот ты говоришь, что больше топлива уйдет. Насколько больше топлива уйдет? То есть В это какой прям ситуации? ощутимо, если вот шасси не убраны? То есть- Конечно, там, Да? там расход идет, ну, у тебя возникает сопротивление дополнительное. Ну, это понятно, я же поэтому И спрашиваю. поэтому тебе движкам, чтобы вот сохранять ту же высоту и скорость, надо работать больше, понимаете? То Да. есть, чтобы это преодолевать это сопротивление. Ну, сколько в процентах? Ты можешь как-то... Просто, это знаешь для чего? То есть, чтобы понимать, насколько, ну, то есть, насколько это затратно, то есть по топливу. Бывает и в 2 раза, бывает Серьезно, в да? 1,5 раза. Ну, это да. серьезно. Ну да, да. Вот у меня когда 2017 год, и у меня отпуск месяц, свадебный отпуск. Я как раз приехал в Крым, попросил, очень редко, особенно когда много работаешь, летом дают тебе большой отпуск. Мгм. Вот. Ну, я договорился, у меня там свадьба, у меня там большая подготовка, это наша Ну, свадьба. можешь не это- объяснять, да. Ну, это им объясняю, это Да, я не да. вам объясняю. Это Вы я рассказываю. понимаете, да? Да, это я рассказываю, как я объяснял Да. в авиакомпании. Они такие, ну да, все хорошо, я договорился, еду домой, провожу месяц, отдыхаю, вообще не думаю о работе. То есть у меня, когда я в отпуске, я когда возвращаюсь, я такой ощущение, как будто я стерильный. Где я, да? Я пока в кабину не зайду, у меня обратно это не включится. Я такой, господи, что такое? Это не только у меня так, кстати, это у многих так. И вот месяц я отдыхал, свадьба, все эти процедуры, родственники, гости, какие-то там мини-путешествия. Мы возвращаемся обратно, я уже с женой, я беру с собой на машине, мы едем, возвращаемся. Первый рейс. После отпуска я прихожу. Ну, пилот, капитаном, да? То есть Нет, тогда еще вторым летал. А, вторым. Вот. Я прихожу на рейс, я с отпуска. Мгм. Командир с отпуска. Мгм. Самолет тоже, он проходил техническое обслуживание, он там несколько дней стоял. То есть вообще, старший бортпроводник приходит, ой, мальчики, если что, вдруг я забыла, я там только первый день с отпуска, вы там еще не обижайтесь. Рейс короткий, он там до Нижнего Новгорода, что ли, был. Очень короткий, 45 минут лететь. И мы взлетаем, я был пилотирующий, я взлетаю, у меня не уходит шасси, да, там на замок не становится. И, ну, это самый такой
в этот момент ты меньше всего ожидаешь какую-то ситуацию нештатную, потому что ты только с отпуска, ты хочешь Ну, просто нормально слетать, же летели, да. да, все вспомнить, вернуться домой, и уже потом, когда ты уже втянулся обратно в рутину, у командира глаза такие, у меня такие. Хотя ситуация, ну, не такая уж и сложная. Там, ну, у нас есть сборник, когда что-то происходит, есть специальный сборник, и там уже все прописано, тебе думать не надо. У тебя выходит сообщение отказное. Вот как в машине чек есть. То есть он прям лампочка. пишет, да? Он Шасси не прям, убраны. да, на экране у тебя прям словесно в нашем самолете напишут, что там такая-то система, такая-то неисправность. Ты берешь этот сборник, находишь прям такую же фразу. И так, действия прочитали, убедили, что она соответствует, и потом действие. Делай раз, делай два, делай три. Если есть что делать. А это наизусть не надо знать? Нет. Про наизусть можем потом поговорить отдельно. Вот этот подход. Просто пока ищешь, там наизусть. можно и упасть куда-нибудь. Ну, там есть разные ситуации, есть разные отказы. Есть, например, когда у тебя все красным горит, там же и цвета разные есть. Это значит, надо что-то быстрее делать. Есть ситуации, которые мы должны делать на память. Есть такие ситуации, но это их немного, которые вот требуют немедленного действия какого-то, чтобы не упустить. И вот пока мы достали, прочитали, вернулись обратно в Москву, у нас тогда не позволяла возможность полететь дальше, мы вернулись, и когда уже писали объяснительные, нам наше руководство, вы, говорит, напишите, что вы посчитали, что с выпущенными шасси будет полет нецелесообразен. Мы такие, елки-палки, мы с отпуска, знаешь, мы еще ничего не помним еще, где, что, мы там, это. Но нет, мы все написали, все посчитали, обосновали, показали, вот, и дальше не полетели. Вот. Ну, с шасси как бы понятно. Ситуация, скажем так, да, волнительная. А птицы там что-нибудь такое? Были птицы. В двигатель? Попадали. Бывало и в двигатель залетали. И как это вот, ну... Все от птицы зависит. То есть от крупности. Бывает, что мелкое Но они залетит, на небольшой взлете, да, слой. обычно бывают? Ну, это, да, как правило, это приземный слой какой-то. Небольшая высота. Это где-то возле земли. Бывает часто такое явление, если неподалеку от аэропорта, например, свалка какая-нибудь, мусор, они там летают. Или какие-нибудь поля. Вот знаменитый случай, когда сел кукурузное поле, да? Дамир. Дамир, да, Ну, командир. и там вроде как, я вот читал комментарии, вроде как они ошиблись вот с этими делами. Ну, Их сделали героями, общество но... поделилось на два лагеря, да, то есть у нас есть такая фраза «победителей не судят». То есть они все живы, все нормально. живы, все сели, да, то есть там уже дальше второй вопрос, что они там делали, как. Да, есть расшифровка, показывает, что некоторые действия были, скажем так, не совсем по протоколу, но и отказная ситуация, то, что у них произошло, тоже была, знаете ли, не совсем такая простая. Ну, серьезная ситуация, да? всё-таки? Конечно. Там Отказ стая был. птиц было, да? Там же много птиц Там не одна было? птица была, я сейчас не помню сколько, но была не одна птица, там несколько птиц залетело, и надо было что-то быстро делать. И он-то командир, но есть и второй пилот, который тоже должен быть хорошим помощником. А если он... Я сейчас не конкретно говорю про их экипаж, да, я не был в кабине, ситуация. я не знаю, просто ситуация. ты можешь и как командир дать какую-то команду, мы же у нас обязанности сразу разделяются, ты делаешь одно, другое. Он может по ошибке из-за стресса, из-за чего-нибудь другой ситуации, может сделать не то, что ты ему говоришь. Да, или Может не проследить. просто не например, слышать. что-то. Или не слышать, да, что-то. Ты ему говоришь там, выключаем двигатель номер 2. Вот куда хорошо, раз, и выключать первый, который рабочий. И ты такой, ну ладно, ну что поделать теперь. Вот, и делаешь уже дальше другие ситуации. Хсмет такой, знаешь. Хсмет, да, уже что поделаешь. А это от этого тоже зависит. Поэтому, говоря о ситуациях выполнения по памяти, если уже мы начали эту тему от аварийной ситуации. Да. Раньше вот в Советском Союзе от летчиков требовалось узнать все наизусть. Вот ты садишься, все документы, ты приходил на проверки. Все ошибки, все наизусть знать. Ты должен был, да, то тебе говорят такой документ, и ты там наизусть все рассказываешь. Не факт, что все знали наизусть, конечно же. должен. Ну, ты должен, да. Были такие требования. Ну, и 5 человек сидит в кабине. Есть с кем посоветоваться, да? Да, вот ты должен, экипаж-то большой, каждый знает свою работу, каждый все делает. Командир летит, он просто принимал решение. То есть он так, штурман, куда летим? Там курс такой-то, ага, курс такой-то. Делаем или не делаем, да? Да, борт-инженер, что у нас с двигателем? Вот какие-то параметры, хорошо, режим такой-то поставить там, и так далее. То есть он такой, знаешь. Консилиум был. Сейчас нас 2 человека. Вся эта работа, часть из нее стала автоматизирована, у нас делает автопилот. Это не значит, что летчики стали хуже работать, просто им некоторую работу снизили им нагрузку, да, потому что стресса очень много.
навигация осталась, никуда она не делась. То есть нам также надо понимать, куда ты летишь, потому что техника отказывает. Сейчас, когда GPS не работает, это очень актуально. Да, вообще жесть. На машине, ну, ты постоянно путаешься, а на самолете... Ну да, ну на самолете чуть проще, конечно, но это имеет место быть. Мы когда учились в Кировограде, преподаватели навигации всегда нас там ругали, учили. Говорят, вот вы там летаете по GPS, надейтесь на GPS. Вот, американцы, GPS отключат, вы там потеряетесь, не будете знать, что... GPS реально отключили, но не американцы, а свои же люди. Да, то есть, если говорить об аварийных ситуациях, да. То есть мы, работая вот в двухчленном экипаже, иногда он бывает трехчленный, бывает инструктор сидит или стажер, или кто-то еще там по разным причинам какой-то дополнительный человек сидит. Но, как правило, работаешь ты вдвоем. То есть вот просто может сидеть, наблюдать. Работу выполняете вы вдвоем. Раньше вот требовалось все наизусть. Сейчас таких требований нет. Сейчас главное требование, чтобы ты знал, где найти информацию. Да. Вот у тебя есть много талмудов, Быстро у тебя есть информацию. iPad, планшет, где там куча всего загружено, у тебя есть сборники аэронавигационной информации, у тебя есть руководство по производству полетов, у тебя есть оперативный сборник экипажа, то есть разные руководства по летной эксплуатации, это у каждого самолета свое, FCOM или RLA оно называется, да, знаменитое. Есть небольшой объем информации, который ты все-таки обязан знать наизусть. Что мы знаем наизусть? Это наша стандартная процедура. То, что мы делаем каждый день. Пришел, осмотрел самолет, подготовил бортовой компьютер, запустил двигатели, вот этапы, процедура руления, процедура запуска, процедура взлета, процедура набора высоты, процедура полета на... У нас все процедура. Одна заканчивается, другая начинается. Да, логично. Вот, процедура захода на посадку, процедура снижения, процедура... То есть все разбито на блоки, да? То есть также проще ориентироваться. Да, процедуру выполнил, чек-лист, который вот проверил, все выполнил, все, да, переходишь к следующему. Это вот мы делаем каждый день, мы знаем все наизусть, все эти особенности. Аварийные ситуации, не все. Вот, например, отказ двигателя входит в тот перечень, который должен знать наизусть. Да. Пожар двигателя. То есть ситуации, когда времени мало, и ты должен первое действие должен сделать по памяти. То есть не пока ты найдешь этот талмуд, пока ты там вспомнишь, какой раздел. Какие-то ситуации не связаны с отказом, например, опасность сближения с другим воздушным судном в воздухе. У нас там есть несколько... Система работает таким образом, что у тебя сначала возникает одна волна, не волна, а самолет, тот, который вмешивается, по-английски интрудер, да, который вмешивается, да. Ну ты можешь, ты тоже, для него ты интрудер. Он сначала происходит на одну дистанцию приближается, это одна ситуация возникает, одна сигнализация, которая тебя просто уведомляет, и раз, так, оп, он там говорит... Напрягся, да? Он тебе говорит, там, трафик, ты раз, оп, все, я смотрю. Это может этим и закончиться. Все, потом дальше уладилось. Он ушел куда-то, или диспетчера отвернули, или там все не оправдалось. Но ситуация может возникнуть, что дальше все, уже вы в опасном таком, на опасном расстоянии, и тебе самолетная система сама говорит, что нужно делать. Например, срочно набирай высоту, или снижайся, или сохраняй, ничего не делай. И ты все, отключаешь автопилот, и ты слушаешь, что делать. Раньше приоритет был над у диспетчера был приоритет. Да, возникала ситуация. Жестко. Да, возникала какая-то ситуация, диспетчера говорили, борт такой-то там, ты снижайся, ты набирай. Потом, после определенной череды катастроф, диспетчера подвинули на второй план, он не имеет приоритета, и создали такую систему, она называется ТИКАС, самолетную систему. Все самолеты оборудованы. Чат, свой внутренний. Да, все самолеты оборудованы этой системой, неважно, какая это авиакомпания. Вот, вы можете лететь Аэрофлотом, а навстречу может какой-нибудь американский борт. Но у вас система сработает одинаково. Да. И вы должны слушать эту систему. Очень характерная ситуация была, по-моему, в начале 2000-х, что ли, или конца 90-х, над Австрией. Летел с России Ту-154 с детьми. Да. И другой борт был грузовой, DHL-овский. Я смотрел. Вы помните, Они столкнулись. Да, у диспетчера в этот момент было одновременно несколько бортов. Вот он упустил момент, он их сблизил, это была ошибка диспетчера. И тот американский, по-моему, борт, грузовой, он выполнял команду бортовой системы, у них было правило, уже тогда они ввели правила.
Российский экипаж по привычке и по старинке, ну тогда и правил таких не было жестких, они выполняли указания диспетчера. Мгм. Диспетчер давал указания. И вот там буквально немножко не хватило, один своим килем Да. чесанул, все, два самолета разбились, упали, все пострадали. И чем еще характерна эта катастрофа, отец одного из детей, у него тогда на российском борту летела жена и ребенок. Он Мгм. потом нашел этого диспетчера, его убил, по-моему, еще отца, по-моему. Еще фильм есть про это снятый. Ну, я смотрел. Я вот именно конкретно... Ну, я, наверное, все пересмотрел. Просто я давно это смотрю. Еще по Discovery было там вот эти вот, типа, Да. расследования, ну, Вот эта Air катастрофа Investigations. была, скажем так, одной из последних капель в этой ситуации, вот именно связанная с столкновением самолетов в воздухе, когда уже сказали, так, все, хватит, все, давайте, кого-то слушаем одного. Если один будет слушать один источник, Да. другой источник будет Ну, плохо, это да. логично, слушай. Да, это вот, говоря, вот другая, например, ситуация, возвращаясь к тем действиям по памяти, да, например, по какой-то причине, не знаю, там, потеряли ориентацию, вы летите, попали, что у вас рельеф, в гору летите. Да. У вас срабатывает сигнализацию, что впереди там земля. Мгм. Там тоже есть процедура выполнения по памяти. Там тоже все отбросаешь, отключаешь автопилот и делаешь определенный маневр. Пулап. Да. Вот правильно, пулап, да, пулап. Вот. И ситуация, когда попадаешь в сдвиг ветра. Сдвиг ветра — это резкое изменение направления ветра и скорости ветра. Мгм. Там тоже, если самолетная система понимает, что вы попали в такой слой, он тебе Мгм. дает определенную сигнализацию, должен быстро все выполнить. Мгм. Вот. Ситуация, например, касаемо отказов, ну, буквально там еще, может быть, парочку добавлено таких. Или, например, когда второму пилоту или командиру, кому-то из пилотов стало плохо, там Мгм. тоже есть такое. Или, например, ваш самолет, вы тоже по какой-то причине начинаете сваливаться в штопор, там, Мгм. теряете вот это пространственное какое-то Мгм, положение, мгм. да, там тоже есть свои. Все остальное, если происходят какие-то отказы, время позволяет спокойно достать, выполнить там, может быть, первое действие какое-то по памяти, потом все, вы выдохнули. Есть золотые правила в авиации, это тоже очень важная вещь, Golden Rules называется. Первое Мгм. правило — это fly, navigate, communicate. Мгм. Лети, то есть управляй самолетом, да, navigate — это касаемо Ну, навигации, управляй, да. то есть и communicate — это дальше уже связь. Вот когда что бы ни происходило, это, кстати, не только в авиации. Вот я этим правилом пользуюсь даже вот в быту. Первое, Мгм. возьми управление, пойми, что ты все, у тебя безопасная траектория набора, ты знаешь, знаешь, как летит самолет. После этого переходи к навигации, понимай, куда он дальше летит, Мгм. при какой-то аварийной, да, ситуации, или там не важно. И дальше уже связь. Говори диспетчерам, там, туда передавай, и дальше уже продолжай разруливать. Вот Мгм. первое правило выполни, вот очень много раз меня это дело спасало. Мгм. Без лишней паники вспоминай сначала управление, навигация и связь. Все, дальше уже ты первоначально взял управление, проконтролировал, взял контроль над ситуацией, дальше у тебя уже время хватает выполнить все остальное. А не было такое, что ты сидишь в салоне самолета, и стюардесса выходит и говорит, есть в салоне пилоты там? Пилоты, как, знаешь, в американских фильмах уже это наушники Слава богу. снимаешь. У нас есть такая процедура, когда может бортпроводница выйти в салон и попросить помощи. У нас есть такое. Не только у нас. Во всем Ну, в мире есть фильмах же такая. такое было, типа, есть пилоты там, ну, в салоне. Да, да, ну, опять же, ситуация, когда оба пилота отключились, это очень редко и... Не, один отключился, помощник же нужен. Или один может посадить все. Один справится вполне. Мгм. Помощник нужен просто, знаете, например, если ситуация не аварийная, Мгм. то один пилот спокойно, мы это дело отрабатываем на тренажере, он Мгм. может... понятное дело, что он дальше не полетит. Мгм. Если там лететь Ну, естественно. 4 часа, после первого часа полета у тебя отключился командир, он не скажет, ну ладно, я 4 часа, Все летим. да, Я помню, куда. у меня Чкалова портрет висит на стене, я, в принципе, что-то там понимаю, я полечу. Да. Он вернется на ближайший запасной аэродром, он снизится, сядет. Для чего может понадобиться человек с зала, да, помощь зала? Например, это все, опять же, если вы все смотрели, была такая ситуация, когда у ребят в воздухе вылетело лобовое стекло у командира. Треснуло, Да. даже не треснуло, просто сорвало, оно слетело, и человека
почти полностью высосало просто наружу. Да, Он я чудом видел. остался, ногами зацепился за штурвал. Да, я видел. это Вот. всё. И тут такая ситуация, что второй-то лететь-то может, но нужна помощь человека, который, В скажем так, наушниках, знаешь, да, то есть если он уже полностью улетел, это одна ситуация, а так надо помогать. ну, уже не вернешь, что тебе сделаешь. Вот, там, да, то есть человек пришел, помогал, и, скажем так, какие-то нештатные ситуации контролировал, а второй пилот занимался управлением. Или там бортпроводнику нужна какая-то помощь в кабине, вот, могут позвать. Или, например, опять же, какая-нибудь аварийная ситуация, просто какую-то часть. Не обязательно, что человек придет например, летишь ты в отпуск, да, ты пилот на своем же самолете, в своей же авиакомпании. Отдыхаешь в бизнес-классе, там, знаю, у нас же люди разные есть. Пакуете за Кому-то шоколадку. Там, да, шоколад. Кому-то там налили 100 грамм коньяка. Ну, он в отпуске. Да, И тут да. раз что-то вызывает его, понятно, ему все не доверят. Ему могут доверить частично, например, там радиосвязь. Ну, что-нибудь такое простое, что просто помоги мне, скажи диспетчерам то, пока я там решаю что-нибудь, проблему. Это какую-то. невнятная речь, наверное, это вот эти люди. Здравствуйте. Ну да, да. Слушай, а вот ты вот говоришь, что второй пилот, ты никогда не знаешь, кто это. А есть такое, что ты подозрительно к нему относишься? Вот были такие случаи в авиации, что, вот как ты говоришь, начала свистеть фляга у одного, да, то есть один пилот вышел там в туалет, условно говоря, второй закрывался и там прямо в гору втыкался, условно говоря. И после этого поменяли протоколы, что вот как там, нельзя, чтобы Нельзя один одному человек... оставаться в кабине. Вот. А Да. если тебе надо в туалет, тут по-любому. Бортпроводник заходит. А, вот так, да? То есть Да, это ты и у тебя тоже это вызываешь, работает, да? Ты вызываешь бортпроводницу, она заходит, находится там, просто сидит, смотрит. Подержи, да. Вот, и ты в это время выходишь по своим делам, возвращаешься, меняешься. То есть одного человека в кабине оставлять нельзя. Вот это правило. Ну, она же, ну, не понимает бортпроводник. А ей ничего делать не надо. Ну, и мы же не говорим про аварийную ситуацию. То есть Ты такая тут, процедура, да? Ты летишь, у тебя автопилот работает, все штатно, все хорошо. Второй пилот, ты ему передаешь управление, Да. если управление было у тебя. Мгм. Опять, это не значит, что он должен все вцепиться в штурвал и сидеть. Мы летим там, это по-любому будет этап горизонтального Да, полета да, на да. эшелоне. То У тебя есть работа спокойный автопилота. Мы полет. просто все, мы не ведем активное управление, мы все просто смотрим, контролируем параметры, что все хорошо. Мгм. Одно из тоже хороших правил авиации — это лететь впереди самолета. Бежать впереди поезда Да, нельзя. да, да, Лететь да. впереди самолета можно и нужно. Ну, То есть такое, да, опаздываешь за самолетом, есть такой термин. Ты когда начинаешь ты опаздывать. должен, у тебя полет, если ты грамотный пилот, вся модель полета у тебя уже есть в голове. От пункта А в пункт Б. То есть Да, ты уже да. знаешь, что, как предвидеть. То есть у тебя же заранее есть погода, у тебя есть заранее ситуация на эшелоне, что ты можешь ожидать. И ты уже, когда всю модель держишь в голове, ты просто уже ожидаешь, что сейчас может быть. То есть это или А, или Б что-нибудь. То есть ты не сталкиваешься с чем-то вот таким, о, ничего себе, вот это, я такого не ожидал, и оно происходит. Я сейчас не говорю про аварийное. Аварийное, да, понятно. Да. Обычный полет, все работает штатно, ты все контролируешь, ты знаешь, ты, получается, летишь впереди самолета, ты уже ожидаешь Ты определенные наперед вещи. проложил свой путь. Да, Ну, в да. принципе, это, по-моему, это подходит для любого транспорта. Даже ты на машине едешь, то есть ты Когда я примерно- учился водить машину, мне всегда отец, у нас была старая Волга 2410, он садил... Там прям надо думать, да, Мне наперед? всегда отец говорил, да, машину управляешь ты, а не она тобой. То есть мне когда, да баба, она там большая, у меня там в автошколе была Opel, а это, блин, я привык на тебя. Он говорит, машину управляешь ты. Вот ты задаешь, как она будет ехать. Ты управляешь. Не она должна тобой управлять. Вот повезло влево, ты такой, ну, я тоже влево пойду. Ты должен ей управлять, ты должен все держать под контролем. Это ты от кого что-то зависит, вот конкретно в этой системе, да, координат в машине. Также и в самолете. Мы для чего там готовимся? Мы для чего на брифинг приходим? Мы для чего проходим все эти подготовки? Нам, когда мы готовимся к рейсу, понятное дело, что когда у тебя опыта мало, тебе времени занимает больше подготовки к рейсу. Когда у тебя опыт есть, когда ты уже маршруты знаешь, когда ты неоднократное количество раз летал в этот аэропорт, уже знаешь, что ожидать от диспетчеров, от воздушной обстановки. Ты заранее, нам дают погоду заранее. Конечно, она не всегда на 100% сбывается, но на 80-90 ты будешь ожидать те условия, которые ты получил еще на земле в пункте А. Да. Ты уже знаешь, что там ожидать. Даже если что-то возникнет какое-то сверхъестественное, ты тоже это дело продумал, ты тоже с этим сталкиваешься. Ты знаешь, какие условия на эшелоне, где какие струйные течения, где какая температура, как у тебя будет самолет вести себя. То есть он у тебя будет
будет ли там болтанка. Опять же, иногда бывает, что мы не знаем, оно бывает возникает спонтанно, мы Да. включаем. Но это мы тоже можем предвидеть, что, как оно будет происходить. И когда мы сидим в кабине, управляем, так, мониторим, мы уже, в принципе, знаем, что, как оно будет. Мгм. То есть мы просто уже считываем информацию и отмечаем себе, ага, да, вот это я знаю, что будет, вот оно сбылось. Все, дальше ожидаем в следующий рубеж, такой-то будет, ага, значит, оно уже все. И когда ты передаешь управление второму пилоту, он тоже в курсе всего, если он адекватный, ты уже заранее знаешь, с кем ты летишь. Он адекватный. Ты просто вышел, вернулся. Ты же не уходишь на 3 часа туда, в бизнес-класс, отдохнуть немножко. Ну, как получится. Там максимум 10 минут вышел, зашел, и дальше ты уже управляешь. Да, такие протоколы есть, такие правила есть, и не оставляешь без присмотра свое рабочее место. Вот так. А вот сейчас, вообще сегодня, куда ты летаешь? Какой самый дальний рейс у тебя сейчас есть? Самый дальний рейс я летал с Москвы в Алматы для моего самолета. Мы региональный считается самолет, мы далеко не летаем. Это На было... сухом, да, ты летал? Да. Ты же на сухом сейчас летаешь. Да, на суперджете. Это было порядка около 5 часов. То есть это было так, тоненько. Это было и по топливу, и мы же должны и коммерцию Впритык, взять. да? Впритык. Почему? Мы не это не был наш рейс, мы такие рейсы не летали. Это когда произошли определенные события. С бордюрой, короче, да? Когда большинство иностранных самолетов оказались в риске быть арестованными за рубежом, очень большое количество работы упало на нас. У нас всегда было так, что летают, потом загрузка падает, или вот в пандемию, например, мы всегда работали, когда вот произошло то, что произошло, мы тоже очень часто летаем, работаем. Вот. Самый длинный это был, наверное, Алматы. Но сейчас ты летаешь чисто по России, да? То есть Нет, у тебя... у нас сейчас очень много зарубежных куда? рейсов. Турция, Египет, Китай, Арабские Эмираты. В Китай тоже летаешь? В Китай летал, да. А как вот это вот первый полет, ты, допустим, летишь там, условно, Китай, там же тоже большие аэропорты. Да. Как вот Пекин большой, как ты ориентируешься? Или там, в принципе, все делает автоматика, все делает программа? Модели полета везде в большинстве, в большем количестве случаев, модель полета, она везде одинаковая. Вот я то, что до этого говорил, этап полета, да? Взлет, посадка, она везде одинаковая. Особенности аэропорта, куда ты летишь, если там что-то сложное, у нас бывают дополнительные подготовки наземные. Да. Нас приглашают в офис, инструктора проводят с нами занятия, что вот у нас начинаются полеты туда-то, туда-то. Да. Вот такие-то особенности. Мы сдаем зачет, что мы это все выучили. Это формальная больше процедура, чтобы просто для документов, что вот мы прошли. Все равно большую часть времени мы готовимся самостоятельно. Я, если знаю, что я лечу в незнакомое место, бывает, что мы должны и на летной практике получить допуск. То есть у нас будет лететь какой-то инструктор, который уже там был, или просто человек, не обязательно инструктор, просто второй, там другой командир тоже там был. И тебе он с тобой, за компанию слетает и объяснит уже на практике, что вот смотри, вот тут такая особенность, вот здесь вот они вот так вот заводят, здесь вот они просят такую скорость держать. Да. На земле вот такие особенности, такие документы. То есть вот когда мы в Китае начинали летать, первый рейс я выполнил с инструктором, он мне там просто вкратце объяснил. Другие рейсы бывало такое, что я уже был в качестве, я не инструктор, но я уже был в качестве того, кто летел за компанию. Да, опыт есть. Я там товарищу, своему другу летели, мы объяснял, что вот смотри, вот это такая особенность, здесь такая особенность. Связь, например, бывает отличается. Мы, когда готовимся к международным полетам, мы изучаем не только особенности взлета и посадки, мы изучаем международные правила полета в этой стране. Ну да. Есть стандартные правила. Вот ИКАО, это большая международная организация гражданской авиации, у них есть стандартные свои правила, общие для всех. Страна может принять эти правила, может принять частично эти правила, может вообще сказать, что нет, у нас вот свои правила, мы вот 1-2 примем или вообще не будем принимать, у нас такие правила. И когда ты входишь в воздушное пространство этой страны, ты смотришь, у тебя в сборниках аэронавигационной информации вся эта информация есть. Ну, конечно, лучше всего готовиться на земле, а не в воздухе, что мы сейчас над Афганистаном летим, да, что тут особенности какие, ого, я не знал, например, да, извини. Эта вся информация есть в сборниках, ты смотришь, что идет по стандарту, что, в принципе, везде. Например, ты летишь над Турцией, и вдруг у тебя отказывает связь. Там есть тоже определенные действия, которые ты должен делать. В некоторых странах все стандартно, как организация международная, она международная для всего мира.
как она предписала, у них такие же правила. Некоторые страны говорят, нет, у нас в случае отказа радиосвязи не делайте вот так, делайте сначала вот так, а уже потом делайте вот так, как они То написали. есть протоколы разные. Конечно, есть такое. В Китае они очень любят свои правила. Ну, я же про это спросил. Это такая особенная страна, где воздушное пространство в Китае принадлежит воякам армии. Если, например, говорить про Украину или про Россию или про Европу, там это больше гражданская тема. Есть отдельные сектора, да, военные, есть отдельные какие-то зоны запретные. Там, да, ты если летишь над ними, где можно летать, там свои правила, но, как правило, не взлетаешь. В Китае это все сплошная закрытая зона военная. То есть там Сплошной вояки... полигон, короче. Да, там вояки рулят. Это выражается в сложности обхода грозовых облаков, например. Вот идет поток, у тебя стоит какая-нибудь вот эта большая дура, тебе нужно ее облететь. В других странах в Европе очень легко летать. У меня есть опыт полетов в Европе. В Турции очень тоже просто летать. Там больше свободы. Там ты просишь, мне нужно туда-то. Они говорят, окей, делай. Если обратишь внимание, вот в Америке, например, тоже больше свободы. Манхэттен, да, вот где, к сожалению, произошел большой теракт. Да, с башнями. Да, с башнями. Казалось бы, после такого... Жизнь ничему не научила, да? Если это происходило в России, там все сразу, заборы, ограничения, все, запретить, ничего нельзя. Вы, если сейчас ездите в Нью-Йорк, вы увидите, сколько самолетов летает над Манхэттеном, причем не просто больших каких-то гражданских, а маленьких. Вот маленький какой-то мухобойной авиации его называют, вертолетов. Прямо над Манхэттеном, прямо возле этих высоток, да, зданий. Я когда работал в 2010 году, ездил по Work and Travel в Америку, работал на одном из этих небоскребов спасателем в бассейне. У меня бассейн был прямо вот на большом здании, и у меня, когда сидишь в джакузи... Спасателем в бассейне? Да, ну, на лето. Красиво. На одном из моих бассейнов, там джакузи было, садишься, у тебя вот просто весь этот скайлайн на ладони, ты смотришь, и просто... Более того, когда я только устроился работать в первые дни, прямо возле Манхэттена, возле Статуи Свободы, проходил конкурс Red Bull. Вот это тоже слышали. Да, вот этим. Конечно. Я сижу, думаю, кто-то косит траву. Думаю, где-то какие-то звуки, не могу понять, дырчики катаются. Потом я выглянул, смотрю, там уже стоят вот эти трамплины флажки, разные, да. И в это время там вертолет выполняет какие-то невозможные фигуры, самолеты летают. И это прям вот возле того места, где был теракт. Там свободы много. В Китае там все строго нет. Вот тебе дали путь через грозу, значит, летишь через грозу. Ну да, в грозу ты не полетишь. То есть ты все равно делаешь попытку. Мне нужен курс туда-то. Ждите. Подлетаешь ближе, начинаешь уже более усердно. Радиоэфир может быть заполнен и загружен. Таких, как ты, там тоже бортов может быть. 1,5 миллиарда человек. Ну, конечно, есть кому поговорить там. Ну, это не значит, что там 1,5 миллиарда самолетов будет. Но, да, то есть самолетов тоже много, и каждому что-то надо. А китайцы очень характерно у них, они когда общаются, ну, на своей территории они-то по-китайски, там все это быстро. Но когда они говорят по-английски, это не так быстро, как у всех. То есть им надо время подумать, им надо время все взвесить. Ну, present simple, continuous там. Мы когда сталкивались с ними в той же, например, московской зоне, когда она в хорошие времена, когда была загружена, все просто там каждый, там, да, ну тут, если посмотришь небо, Шереметьево стоит, и просто как гирлянда, очередь самолетов на посадку. Ну, загруженность была очень большая. И кто-то из них китаец, которому дают указания, он ничего плохого не делает, просто он ведет по-своему радиообмен. Тормозит, короче, да? Немножко говорит медленнее, а ты уже к другому ритму привык. И вот представляешь, вы летите над Китаем, тебе нужно быстрее все делать над грозой, и у таких вот, как ты, очень много разных, которые им... Не только ты обходишь эту грозу. Ну да. Он говорит, подожди, нельзя. Если не получается облететь, разворачиваешься просто, говоришь, и все, летишь обратно. Ну, ты не будешь туда залетать. Есть, которые залетают. Есть уже... Ну, это тоже, знаешь, некоторые рубежи. Ты видишь грозу, тебе залетать нельзя. Ты будешь стараться не летать туда. Если вариантов нет, ты уже с локатором, у нас есть специальный такой прибор, который показывает, из чего состоит. Это вся гроза. Там же не везде есть молния, правильно? Ну, правильно, да. То есть она, может быть, большая стоит, но вот этот очаг у нее где-то в сторонке. Да. То есть ты со своим курсом, может, ее цепанешь, но не цепанешь прям плохую зону. То есть ты уже смотришь, где там зелененькая или где желтенькая. Если красненькая, фиолетовая, да, то уже точно лететь не надо. То есть ты уже берешь очень узкий срез по высоте,
Мгм. и по направлению. Если он там позволяет тебе, ты окей, ладно, не хочешь, но я аккуратненько там На в характер. пределах допуска там аккуратненько там, пройду. Если там уже вообще не вариант, разворачиваешься, уходишь, говоришь, что поделать. Или вообще говоришь, я ухожу на запасную, извиняйте. Бывает иногда, что диспетчера, ай, ладно, так, подожди, давай там Что сразу мы тебе, обижаешься, да? да, какое-нибудь окошко дадим. Такое тоже бывает. Бывает, ты тоже можешь проявить настойчивость с Мгм. диспетчерами и сказать, Балар, давайте там порешаем вопрос этот по-хорошему. А какой вот самый сложный был аэродром для тебя вот при посадке вообще? Вот прям ты так запотел, что называется. Таких прям очень сложных аэропортов, ну, в Европе есть пару, ну, они не парочку, там их много, которые по своей географии, по Да, своему рельефу да. находятся в таком месте, как правило, это какие-то курортные направления, да, то есть там, где постоянно какие-то ветра, постоянно Мгм. какие-то болтанки, где нельзя зайти на посадку с прямой, где нельзя зайти на посадку, используя точные системы, где Мгм. тебе нужно визуально заходить, или там, где нужно вот отклоняться от стандартных процедур и какое-то творчество проявлять. Мгм. Ну, в пределах нормы, Да, конечно. да. Но непонятно, что ты там будешь, сломя Да. голову, лететь, включать Амитхан Мгм. Султана, там, пошел. Нет. Такие вот, из таких аэропортов, кстати, Сочи. Очень такой хитрый, очень Да, коварный да. аэропорт. Да, да, Несмотря да. на то, что там есть точная Там же система с моря захода. все время заходишь, да, на Да, посадку? там зайти на посадку можно только с моря. С другой стороны, там везде горы. Раньше давно разрешали и взлетать. Тебе нельзя взлетать на горы, Да, и нельзя с гор садиться. да. Ну, по Вот. понятным причинам. Да. Сейчас взлетаешь на море, садишься с моря. У тебя может ветер не проходить. У тебя Мгм. может для взлета проходить. Самолеты взлетают, когда ветер встречный. Мгм. Вот. У тебя может для взлета проходить, для посадки может не проходить. У меня была ситуация в Сочи. Я летал в Дубай. Это был ночной рейс. Мгм. И я простоял возле полосы 1,5 часа с пассажирами на борту, с запущенными двигателями, ожидая, когда мне ветер немножко подвернется и Попутно, да? будет, Ну, то есть встречный. да, чтобы я смог взлететь. Мгм. Я так и не улетел. У меня закончилось топливо. Ну, то есть нет, у М. меня на борту еще было, но я понимал, что мне уже, чтобы долететь до Дубая, не М. хватает. Мне надо было заруливать и дозаправляться. У меня закончилось рабочее время. Это есть такое понятие Все, я тоже. спать, да, у меня. Да, и я говорю, все, я дальше не могу. И вернулся обратно на стоянку. На следующий день команда бортпроводников, с которыми летал, у них был точно такой же ночной рейс. И на второй день они также не улетели. У меня был Жесть другой вообще. рейс, я там в другое время улетел, они тоже ночью не улетели. Такое тоже А бывает. люди куда, вот, которые в самолете? Их высаживают в И- терминал, и ждут оказывают, да, а что делать, ждут, им оказывают какие-то услуги, кого-то в гостиницу ведут, если время большое ожидание. Мгм. Вот, кого-то просто в терминале просят подождать. Все это авиакомпания зависит. Слушай, хорошо, что мы часто не летаем, а то обычно же все забронировано везде. То есть, э, Это частая ошибка, когда люди, планируя свое путешествие, закладывают очень маленькое время в транзитном аэропорту. Вот, например, вы хотите слетать в Нью-Йорк из того же Сочи, да, например. Мгм. У вас, понятное дело, что прямых... Стамбул транзит. Это будет Стамбул, это может быть Дубай, у нас есть там, да, это неважно, какой-то транзит Дубай, Ну, пусть будет Стамбул Стамбул, да. часто был. То есть вы будете лететь в Стамбул, и вы будете лететь дальше в Нью-Йорк прямым. Люди не закладывают время. Вот они посмотрели, 2 часа стыковка, супер, мало ждать в Стамбуле. Но они забывают, что тебе еще багаж надо получить, если ты его сдавал. У тебя еще всякие там могут быть на заходе на посадку в Стамбуле, с погодой что-то может случиться. У тебя может самолет в полете отказать. Ну, что-нибудь, тебе придется вернуться в Сочи. Ну, То есть мало вот ли, такие да. вот разные эти, да. Я бы от себя, когда я планирую путешествие, я стараюсь брать весь маршрут одной авиакомпании одним билетом. Например, если бы Turkish Airlines летали бы напрямую из Сочи, у них был рейс Стамбул-Сочи, да, и потом у них они также можно было этой авиакомпании лететь в Нью-Йорк. Я бы брал весь маршрут этой авиакомпании, потому что даже если ты в Стамбул прилетишь с какой-то задержкой, у тебя это один единый билет, это Ну, уже все они проблемы сами, авиакомпании, они да, все они решат. сами решают. Если ты берешь уже вот эти вот разные порционные, это твоя ответственность, проконтролируй, чтобы тебе все, скажем так, все хватало. Для этого создают разные классы эконом. Например, какой-то ты можешь взять самый дешевый эконом, где нет возможности вернуть билет или обменять билет. Ну, тоже такое, знаете, оно, конечно, Рискованно, дешевле, да, рискованно. но лучше взять, где возможность. Я часто, вот мама моя путешествовала, ездила там, когда летала в свое время за океан, я ей старался брать вот с запасом, чтобы все было нормально, чтобы она ни за что не переживала.
заранее прикидывая какие-то вещи. Мгм. Вот. Люди ведутся на дешевую цену, оставляя все остальное на второй план, и потом сталкиваются с тем, и начинают потом, конечно, права качать. Ну Нам да. то не дали, нам это не дали, а вот почему задержка, вот пилот плохой. Ну давай, хорошо, ради тебя я там в плохую погоду полечу и буду сажать самолет там, в туман, например. Все будем когда- рисковать, чтобы ты там Да, да. То успел есть везде. не надо отрицать ответственность пассажиров во время путешествий. Это такое очень от многих факторов зависит ваше удачное путешествие. Обычно мы же покупаем через агрегаторы билеты. Да, то есть, например, через банки, да, там Ну, типа тоже авиаселс. авиаселс, например, да. Если есть возможность купить билет напрямую на сайте той авиакомпании, в которой вы летите, надо брать на сайте этой авиакомпании. Я так советую. Потому что в случае, когда возникает ситуация, да, где нужно менять билет, или вы не успели, или нужно вернуть деньги, начинается вот этот футбол. Мгм. То есть ты в компанию, где говорят, обращайся в ту компанию, которую ты Ну, где собирался купил. лететь. Да. Да. Ты обращаешься туда, тебе говорят, обращайся туда, где купил. Или наоборот. И вот так вот тебя футболят, и это потом ничего не докажешь. Особенно, если это компании какие-то международные. Понятное дело, ты не будешь ни с кем судиться, находясь в Крыму. Да? Это просто те руки до этого не дойдут. Вот это основной, наверное, совет. Бывает, если время позволяет, приходите пораньше. Сейчас на регистрацию имеется в виду. Мгм. Сейчас многие компании вводят такой очень удобный инструмент онлайн-регистрации. Ты можешь заранее дома зарегистрироваться. Тем более, если вы летаете с ручной кладью. Это, кстати, тоже совет. Если есть возможность лететь ручной кладью, сейчас в современном мире уже нет необходимости брать кучу каких-то вещей с собой. Многие вещи можно по дешевке купить там, куда вы летите. Какие-нибудь предметы личной гигиены, элементарный дезодорант, например, или там пасту, да, что-нибудь. Мгм. Что-нибудь, какие-то жидкости, да, которые ты можешь не брать с собой в самолет. Жидкости же больше 100 миллилитров тебя не пустят. Да. Тебе не позволят взять с собой ручную кладь. Поэтому есть такая возможность, летайте с ручной кладью. Так будет удобнее, вы тогда не зависите от багажа. Ну да. Вот. И вы можете заранее онлайн зарегистрироваться, и вы уже не зависите от тех 40 минут, то есть вы не зависите от регистрации. Вы приедете, постараетесь приехать заранее, но если вы уже опаздываете, вы уже зарегистрированы. Вам останется только прийти самому талончик распечатать и дальше уже бежать на гейт на посадку. То есть это тоже такая очень хорошая рекомендация. Приедете. Да, да. Ну, мы тоже, да, вот как-то от багажа ушли, как-то налегке, поспокойнее Да. как-то путешествовать. А есть вообще смысл заранее покупать билеты? Вот просто некоторые говорят, что прям непосредственно перед отправлением самые дешевые билеты, а некоторые говорят, что типа вот заранее, там, за полгода купить, они там дешевые. Это все от лукавого. Где-то угадаешь, где-то не угадаешь. Если вы уверены в своей поездке заранее, заблаговременно, за большое количество времени, то, конечно, покупайте. Вы уже купили, все, вы уже спокойно, билет у вас есть. Часто бывает такое, что заранее покупая билет, он бывает дешевле. Бывает, что наоборот, за 3 дня билеты намного дешевле становятся. Ну да. Вы можете, например, планируете вы поездку через полгода, да? Вы думаете, посмотрите, зайдите и посмотрите тот же рейс завтра. Какая ситуация? Не факт, конечно, что у вас такая же ситуация будет, когда вы будете лететь. Но примерно вы можете понимать, за 3 дня вот всегда остаются какие-то билеты. Вот. Или если вы знаете, что вы часто летаете в Стамбул, к примеру, вот, в свободное время, когда вы не зависите по своей поездке, когда вы не планируете, просто вы свободно поглядываете, просто ситуацию. Вы знаете, что вот потом вы еще там в следующем году собираетесь лететь, да, там какое-то количество раз. Посмотрите вообще, какая ситуация с билетами, как у них вообще, какая загрузка на этом рейсе. Бывает, что рейсы всегда битком. На южных направлениях, курортных направлениях всегда рейсы будут битком. На таких, наверное, есть смысл взять заранее, пока Да, билеты да, есть. риск, да. Вот. На каких-то регулярных рейсах, не курортных, просто каких-то, бывает, что загрузка всегда, полная, как бы большая, Не но полная. всегда там мест 10-15 все равно будет доступно.
Ну вот, поэтому такого какого-то общего правила нет. Просто вот заранее можете вот таким образом готовиться. Ну, кстати, да, вот я когда в Казань летал, и туда, и обратно, видел такую картину, что вот все расселись, потом самолет начинает там типа двигаться, и начинаются шахматы, там начинают люди пересаживаться, где там свободнее, где меньше, где... Ну, кто позволяет такое, да. Да, ну, я такое видел. А получается, в Турцию вот мы как бы летаем, да, там периодически, в основном полный салон, то есть там В Турцию направление всегда оно битком. популярный, да? Анталия, Стамбул, летом добавляется Бодрум, что там еще? Анталия. Анталия ты сказал. Да, какой-нибудь... я сейчас не могу Ну, вспомнить, в какие там Анкару, наверное, эти. летает, да? Есть В Анкару, кстати, нет, не так часто. У нас даже рейсов в Анкару нету. Кто-то летает, но даже у материнской компании Нету? нету Анкару. рейсов в Анкару. Мгм. Ну, еще Ну, куда-то, какой-то еще рейс. Кроме Бодрума, там еще один какой-то может, аэропорт. на- Даламан, вот, например, это на Даламан. юг? Там? Это юго-запад. Мгм. Юго-запад, чуть дальше от Анталии. Вот там летом тоже битком курортное направление, хорошие места для отдыха. Мгм. Там тоже будет битком, например. И еще, знаешь, еще один вопрос тебе задам. Касаемо надежности аппаратов, мы с тобой как-то об этом говорили, но все равно хочу проговорить для тех, кто будет смотреть. Вот знаешь, когда пошла тема с санкциями, да, и вот как-то такой небольшой переживательный момент наступил, что, ну вот, откуда запчасти, как обслуживаются, то есть вот. И вот к этому сухому немножко такое, ну, как бы, недоверие, не знаю, что-то. Если говорить о недоверии и каком-то сомнении Да. или каком-то опасении, в этой ситуации сложившейся я бы не только к сухому предъявлял какие-то эти, если вы говорите этим языком. Да. Но забегая немножко наперед, хочу сказать, что если вы пришли на рейс, самолет вам уже предоставлен, не надо лишний раз уже Переживать, да? Если он предоставлен, значит пилоты тоже, они же не камикадзе. Они, я считаю, вообще, мое личное мнение, работа пилотом, профессия пилот, это одна из самых, может быть, даже иногда самая честная профессия. Потому что мы находимся с вами в одной консервной банке. То есть это не так, что мы что-то приняли, вы полетели, а мы остались на земле. Потом происходит какая-то ошибка, и мы пытаемся избежать наказания. Если мы допускаем ошибку, мы же сами по башке за это и получаем. Будет какая-то мелкая... Если мы допустим мелкую ошибку, которую вы не почувствуете, мы получим по башке от руководства. Потому что все наши параметры записываются. Весь полет пишется. Все, что мы делали, все как на ладони у производителя самолета, а значит и у авиакомпании. Они знают все абсолютно. Какая была высота, какая скорость, на какой скорости ты выпустил шасси, на какой скорости ты выпустил закрылки, с каким углом крена ты выполнил разворот. У них все это есть. Если мы где-то у нас есть определенные параметры безопасности, если мы его нарушим, вы это можете даже не почувствовать. Вы там, нормально, Ну, в сели, окно похлопали, можно ушли. увидеть. Да. И в окно даже не увидите. А пилоты могли что-то нарушить. И это из-за этого им пролетит. И если они совершат ошибку какую-то более фатальную, что может привести к более плачевным ситуациям, они же от этого сами и пострадают. Ну да. Поэтому я, будучи командиром воздушного судна, когда прихожу на самолет, я просматриваю все документы, я смотрю, если мы говорим о техническом состоянии. И если там есть какой-то пункт, который не позволяет тебе выполнять полет, ты не полети, ты не камикадзе. У тебя есть семья, у тебя есть ребенок. Как бы ты за эту работу не держался, как бы ты не любил эту романтику, лишний раз ты не будешь рисковать своей жизнью. Есть определенные допуски, да, что, знаю, у тебя самолет может быть не исправен на 100%. У нас много дублирующих систем. У тебя есть некоторые отказы, которые все равно позволяют тебе выполнить полет. Они отписаны наземным составом, инженерами, техниками. Они приходят, например, у тебя отказал погодный радар, да, который показывает тебе этот. Если ты летишь зимой, если у тебя если у тебя на твоем маршруте не прогнозируется никакая грозовая деятельность и погода хорошая, почему бы не полететь? Они могут тебе наклейку наклеить, сделать какую-то запись, что позволяет. Вот ты провел консультации с метеослужбой, с центром управления полетов, приняли коллегиальное совместное решение, все окей, можно лететь, ты летишь, все спокойно, тебе локатор особо там даже и не нужен. Или там какой-то другой системе тоже возникла какая-то неисправность, у тебя есть дублирующая, ты можешь также производить полет. У тебя есть отказы, которые позволяют тебе вернуться обратно на базу. Такое тоже есть. Ну, без последствий для тебя, Без последствий, да. То есть есть тоже, наверняка видели, есть такое видео,
пилот снимает, он заходит в кабину, по-моему, это была одна из российских авиакомпаний, по-моему, это был Airbus, кстати, всеми любимый. И вот он снимает, елки-палки, хотя я не знаю, кто ему это позволил сделать, такое сразу за это по башке дают. Да. Он приходит, смотрите, если какая-то система, у нас же, представляете, кабину видели в Гугле на картинках, да, вот она потолочная панель, панель, которая посередине, вот, слева, сбоку, центральная панель, экранчики. И если какая-то система имеет отказ или какое-то отклонение, и ей лучше не пользоваться, на нее, чтобы мы лишний раз туда пальцами не тыкали, техники наклеивают такую желтую наклеечку, что ИНОП, это очень популярная наклейка, да, тут она туда не лезь, все, тебе это не надо, пользуйся там другим чем-то. И вот он приходит в кабину на этом видео и говорит, вот смотри, один топливный насос не работает, второй там что-то не работает, здесь системы нет, один автопилот отключен. Я, будучи в этой профессии, знаю, что это все в рамках допуска, что в принципе можно лететь. Если есть возможность самолет заменить или это исправить на земле, они будут это максимально делать. Бывают очень такие редкие, очень-очень редкие ситуации, когда самолетов не хватает. И вот есть вроде самолет, который юридически позволяет тебе выполнить полет. Ну, по сути, может лететь, да? Может лететь, да. То есть у тебя там один насос не работает, но у тебя есть другой насос, который дополнительный. Это нужно оптимистом быть. Тут уже надо проводить такую... Ну, есть такие, я же не говорю про свою компанию, есть компании, у которых мало количества самолетов, которые одни чартера катают одни чартера, у них контракты с туроператорами. Надо выполнять обязательства, машин мало. Вы часто видите по новостям, что там Пегасус или кто-то, не будем называть названия, разные, там, вот, столкнулись пассажиры, отменили рейс, пассажиры там столько-то времени провели в терминале, были какие-то проблемы. Большая компания, у нее много самолетов резервных. Один что-то случилось, даже если это отказ позволяет лететь, они от греха подальше на другой самолет. У нас так, например. На тебе другой самолет, лети на другом самолете. У компании, где поменьше, не хватает самолета. Ну, что поделаешь, не хватает. Юридически можешь. Ну, ребят, выручите авиакомпанию, летите. Такое тоже имеет место быть. Ну, вообще, вот такая съемка, это же репутационные потери для компании, по идее, если пилот заходит такой. Ну, я, допустим, конечно. Я бы как пассажир не хотел бы слышать, что у нас там один топливный насос не работает. Абсолютно. Что бы это ни значило. Да. Такое, если это увидит... Я же говорю, поэтому сразу и сказал, я не знаю, кто ему позволил, и были какие-то потом последствия ему или не были. Авиакомпания, как правило, такое не допускает и не позволяет. Она сразу это все мониторит, контролирую, чтобы... Вот эта знаменитая фраза «имиджевые потери», она очень такая широкая. Ну, конечно, слушай, если ты, про какую-то компанию конкретно пойдет там какой-то слушок, я, допустим, уже буду опасаться летать. Я вам больше скажу. Вот парень какой-нибудь идти возле аэропорта в округе, и, например, летчик выполнил свой рейс, все, он уже по дороге домой, стоит в курилке, курит. Ну и, допустим, галстук расслабил, я не знаю, образно говоря, мягко говоря, да, или у него там рубашка, или какое-то что-то у него с его вида не очень хорошее. Он там стоит с кем-то просто расслабленно после полета, у него уже, остается 2 шага сделать, сесть в машину, поехать домой. Вот он сидит, щелк, а что-то вот, смотрите, вот пилот такой-то авиакомпании, вот в таком-то виде. И не будет разбираться, что, как, ты лицо авиакомпании, тебя сфоткали, отправили, там уже пошла молва, что уже имиджевые потери какие-то потери понесла, да? Да. Поэтому вот такие тонкие нюансы тоже есть. Надо всегда иметь глаза на затылке, стараться, чтобы... Бортпроводницы, обратите внимание, как они следят за собой. Стараются всегда быть одеты с иголочки, аккуратные. К ним очень много требований, к их внешнему виду. Работа действительно у них очень тяжелая. Я вот наблюдаю за ними, тяжеловато. К ним относятся как очень много людей, и среди моих знакомых есть, которые выражали такую мысль, что это просто официантки в небе просто. Вот они нам напитки подают. То, что вы получаете напитки, еду в небе, это просто очень хороший жирный бонус. Основная их задача — это не напитки разносить и не спрашивать, курица или рыба или мясо, да. Они там находятся на борту из-за безопасности, той славной, о которой все говорят. Потому что в случае, когда все хорошо, все хорошо. Все хорошо, все ничего не без них думают, можно обойтись, если все нормально. Но когда что-то происходит, это первые люди, которые окажут им какую-то помощь. Опять же, если посмотрите в Ютубе разные ситуации, очень большое количество аварийных ситуаций, которые не привели к катастрофе именно благодаря работе бортпроводников. Их оперативности. Да, была, первая пришла в мысль, ситуация
еще, по-моему, в 90-х, рейс Москва-Дубай. Летят такие махровые инструктора крутые. Ну, второй пилот там был. Ну, в общем, экипаж такой уже. С налетом, С по налетом, 15 да. тысяч. Летят, и командир, ну, я не помню, был ли он инструктором или нет, но опытный. И вот он весь полет учит второго пилота. Вот так делай. Они заходят на посадку, садятся, и самолет как-то очень резко останавливается, очень быстро. И он говорит, не нажимай на педаль, не нажимай на тормоза. Что ты так резко нажимаешь? Побереги тормоза. Он говорит, я не нажимаю на тормоза. Он говорит, да ты нажимаешь на тормоза. Он говорит, нет. Оказывается, они сели, забыли выпустить шасси. Но сели настолько мягко. Ё-моё. Да, они сели настолько мягко, что Красавцы. они сразу же не поняли, что они сели без шасси. Вот, ну, понятно, что без шасси он как вкопанный с этим сцеплением будет. И он просто начал резко, понятно, а в салоне они это все поняли. В салоне они не знали, что Ну, это такая там же ситуация. видно как бы с окна. Пока в кабине раздуплились, да, пока они поняли, что происходит, бортпроводники уже провели аварийную эвакуацию. Уже все пассажиры были по этим трапам, все пассажиры были уже на полосе, уже на улице. Причем в четких, точных временных рамках, которые приписаны в таких ситуациях. Вот там нужно, там, я сейчас не помню точно сколько, да, там у них свои протоколы. По-моему, там, ну, пусть будет 90 секунд. Вот надо вот успеть за 90 секунд, там самолет большой был. И они сами принимают это решение? Они не советуются с пилотами? Типа, Если ребятки, пилотов, если пилот заранее успел что-то сказать, да, там предупредить, что у нас там такой-то отказ, у нас аварийная ситуация, посадка будет в таких-таких-то условиях. И пилот может сказать там определенную коронную фразу, которая ставит бортпроводников в таком подготовленном состоянии. То есть они, когда слышат эту фразу, они все, на каждом на своем рабочем месте, они ждут. И дальше они уже ждут следующую команду. Или продолжать эту аварийную ситуацию, да, то есть, да, все, например, там, начинать эвакуацию или что-то еще. Или, например, все, останавливаем, все, откатываемся на нормальные условия. И если никакой информации не поступило, они будут выполнять аварийную ситуацию. Ну, это понятно. Слушай, что у них как бы там не разносить еду, задача, да, стоит. Но, в принципе, я думаю, что это уже от человека идет, от адекватности человека. Ну, если ты просто сидишь, смотришь, конечно, ну, по факту они идут там разносят. Ну, да. Но просто люди не попадали в ситуации. А вот когда вот людям бутерброды разносят, вам в кабину заносят еду какую-нибудь? Ох, они нас тоже кормят, мы тоже такие же люди. Такая же еда, или у бывает, вас поинтереснее? Или с бизнес-класса вас заворачивают? Ну, как правило, у нас не прям как в бизнес-классе, у нас свой рацион есть, но что-то похожее с бизнес-классом. Бывает, нам перепадает что-то из бизнес-класса. Ну, прилетишь, там какой-то остался рацион, тут его никто не ел, там запечатан. Будете, там что-нибудь осталось, какая-нибудь интересная закуска рыбная, будет что-то, ну да, давай. Но я стараюсь в последнее время не питаться на борту. Не значит, что там еда плохая, просто соблюдая определенную диету, стараюсь меньше кушать на борту. Потому что, ну, знаешь, происходит такое, что вроде как еда хорошая, но все равно что-то ситуация случается. Отравления, да, имеет место быть, что-то возникнет не так. И если есть возможность не кушать, я не кушаю. Ну все, теперь точно сам. В общем, Лейла, подай, пожалуйста, кофе. Я просто хочу, чтобы Усин пару слов про это кофе сказал, чтобы я не забыл просто, что это за кофе, потому что мы обязательно его сварим. Ты же знаешь, да, мы любители. Да, я знаю, что вы большой Мы кофеман. любители, да, любители. Осторожно, Лейла, голова, осторожно. Мы просто любители кофе. Скажи, пожалуйста, 2 слова, что это за кофе и там что, самолет нарисован? Нет, самолет тут не нарисовано. Сбоку самолет есть. Ну, вы как человек, который любит поддерживать кофейные традиции, очень много видеороликов в YouTube. Пока все правильно. С вами, с вашей женой, да, которая связана именно с этим напитком. У меня в кабине тоже есть свои кофейные традиции. Я хоть не такой большой любитель кофе, но я стараюсь не начинать свой рейс без обычного черного кофе с лимоном. Почему-то С лимоном? Именно, я его нигде не пью дома, на байрам, именно в кабине почему-то. Но пилоты люди суеверные, если и работает все, значит надо поддерживать. Это с суеверием не связано, это просто вот такая сложилась, причем относительно недавних пор, почему-то мне вот как-то уже так, как у собаки Павлова, знаешь, вот надо выпить, немножко как-то взбодриться, оно реально бодрит. Черный кофе без сахара с лимоном реально, в моем случае, оно бодрит. Да.
Это, говоря, традиция, которая в самолетах у меня есть, кофейных. Да. А это кофе, оно из Америки. Это наша семейная кофейная традиция. У нас там есть Круто. родственники. Кто-то, если летит у нас из друзей или семьи, кто-то из близких штатов, мы сюда привозим большое количество пачек кофе. Это одно из них. Такое название Taste of Italy. Но это одно из тех, которые мы любим. Да. Вот, в Америке очень много классного кофе, вкусного, душистого. Мгм. Вот. Поэтому будет время, попробуйте, оцените, скажете. Ну, что значит будет время? Конечно же, будет время. Мы обязательно это дело оценим. Ну, слушай, пачка увесистая, и я понимаю, каких усилий иногда стоит провести это все, потому что, Ну да, да. потому что когда путешествуешь, особенно такие большие перелеты, там каждый грамм на счету, что называется. Поэтому сало. Если продолжать говорить о кофейных традициях семейных, у меня отец очень долгое время работал в Африке. Мгм. Он улетал туда в командировке на полгода, на 5, на 6 месяцев, и потом возвращался тоже на несколько месяцев, возвращался домой. И когда он начал там работать, это были страны Эфиопия, Мгм. Эритрия, Судан, в общем, Центральная Африка, Мгм. Восточная Африка, разные там, в разных странах побывал. Он для себя открыл очень много вкусного, классного кофе. Он был очень большим любителем кофе. Мгм. У него запах и вкус кофе с детства, Мгм. где он вырос. Андижанпром, это район Андижана. Там у него в детстве отложилась вот эта картинка, что эти домики-бараки, в которых они жили, Мгм. каждое утро вот эта вся атмосфера наполнялась запахом кофе. И вот он, когда взрослел, скажем так, не отходил от этих традиций, всегда Ну где-то что-то да, находил какой-то кофе — это кофе. дом, запах дома. И вот там, работая в Африке, он нашел очень много классных компаний, которые Ну, хорошие производят зерна, хорошие скажем так. зерна. И он Хорошее привозил, зерно нашел, да. каждый раз он привозил, они всегда летали своими бортами, он не зависел от багажа, и он Мгм. всегда львиную долю багажа, у него, его лишних вещей занимало очень много хороших пачек кофе. Классно, слушай. Ну, видишь, просто кофейная традиция, она же у крымских татар, скажем так, не случайно, не просто так. Такая очень сильная кофейная традиция. Ну, грубо говоря, пищевая привычка, поэтому мы все любим пить кофе. И сегодня мы тоже, видишь, немножко развиваем. Скажем так, ну, не скажу, что возрождаем, а, скажем так, немножко возвращаемся к тому, от чего мы шли, скажем так, да. Многие пилоты, кто работает за рубежом, также в командировках, они, с кем я общаюсь, они когда прилетают на местность, они будут с этой местности потом выполнять полеты. Они тоже в первую очередь находят какую-то кофейню. Я говорю про крымских татар пилотов, которые очень большое количество. Вот. А потом уже нашли кофейню, все, значит, кофе рядышком Можно, есть, да? да, можно работать, значит, уже часть домашнего уюта на этой местности присутствует. А ты сказал много, это сколько? Ну, у крымских татар. Мы недавно считали, недавно мне поставили такую задачу наши аксакалы, старшие, да, кто уже вышел на пенсию, кто хочет поддерживать, объединять наше вот крымско-татарское сообщество Да, авиаторов, да. летчиков. Это очень закрытое и сплоченное сообщество. Это очень сплоченное, очень дружное сообщество, я хочу сказать. И мне, как молодому человеку, который многих знает, поставили такую задачу, я даже недавно считал. И я насчитал среди знакомых около 30 человек. Мгм. Но это не окончательная цифра. То есть их намного больше. Я еще не учел тех, с кем я не знаком, Да. кто еще в Узбекистане остался работать, кто в других странах работает. Это те люди, которыми я учился в академии в Кировоградской, да? Кто уже заканчивал или потом после меня пришел, кого я знаю по отцовской линии, среди его знакомых, по Харабашкиной линии, Мгм. среди их знакомых, среди друзей. Это таких активных, которые и летают, и продолжают Ну, немало 30 человек. поддерживать. Немало. Ты когда сказал много, я такой думаю, ну не 100 человек, наверное, меньше все-таки. 30-40. Почему просто я запомнил эту цифру 30-40, может, даже полтинник, может, наберется. В разговоре со своим другом, который является учителем крымско-татарского языка, он сказал, удивительно, что крымских татарских летчиков больше, чем учителей,
крымско-татарского языка. Почему-то мне такую фразу сказал. Мне сначала не поверилось, но потом он начал объяснять эту теорию, и реально оказалось так. Ну, не Я не знаю. говорю про 30, если учесть уже еще тех, Не, кого учителей больше. Однозначно больше. еще тех, кто вышел на пенсию, я просто не учитываю. Вот. И он говорит, тех, кто действующих учителей, конкретно вот действующих, да, я не говорю, что кто-то, кто закончил. Понятно, что по образованию много наших КИПУ, да, много ТНУ, филологов много, а именно действующих, кто практикует, работает в этой сфере, меньше, чем действующих крымско-татарских летчиков. Почему-то он такую фразу мне бросил. Ну вот надо есть над чем задуматься, что называется. Ну да. Сау, Син, что нашел время, Сосал пришел. Я, честно говоря, не знаю, как тем, кто будет смотреть, но я действительно получил удовольствие от общения с тобой. Я всегда уважал авиацию, всегда понимал ее сложность, ответственность и техническую глубину, скажем так, да, и поэтому очень рад, что сегодня наши соотечественники, вообще, ну, реально молодое поколение летает. И самое главное, чтобы становилось больше пилотов, и чтобы, да, и чтобы наши просто понимали, что это просто путь, который можно пройти, чтобы это не было ощущением, что это какая-то, знаешь, нереальная какая-то история. Вы до этого задавали этот вопрос, затрагивали эту тему, да, что насчет реальности. Я это говорю на полном серьезе. Это ничего в этом страшного нет. Раньше оно действительно казалось таким чем-то запретным, плодом, таким каким-то, знаете, окутанный какой-то таинственностью или ограничениями. Сейчас, если говорить про медицинские ограничения, их не так много, как были раньше. Много ограничений снимаются, много ограничений послабляются. Возрастные ограничения послабляются. Я опять же повторю, даже если вы работаете, занимаетесь другой деятельностью, вам 30 плюс, вам 40 плюс, ну я уже не говорю там 50 плюс, 60 плюс, там просто вам уже физически будет немножко новый материал изучать, потому что сложновато. Но если есть желание, и это не предел. Ради бога, пожалуйста, очень много возможностей, очень много летных школ, очень много за рубежом летных заведений, где это можно изучить, устроиться, возможностей очень, очень много. И в этой профессии ничего такого сверхсложного, сверх какого-то затруднительного нет. Это такая же работа. Как на рынке торговать. Ну, типа того, да. Очень рядом. Да, если... Работа с людьми тоже. Да, можем, да, устроить такой, скажем, если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, да, какого есть, мы можем снять отдельный... С чем можно сравнить, да, работу пилота? Отдельный видос с ответом на вопросы, на самые популярные вопросы конкретно ваших зрителей, если кто-то захочет. Не, кстати, да, вот насчет... Потому что, понимаешь, в рамках одного подкаста невозможно раскрыть все темы. Вот, допустим, я сейчас открою ноутбук, у меня там 25 вопросов, которые мы точно не про все проговорили. Поэтому, если кому-то будет интересно, они могут просто задавать вопросы, там, я могу через тебя, или ты сам можешь немножко подежурить. Ну, в общем, не суть. Главное, что ответ твой, ну, то есть квалифицированный, что называется, непосредственно с этой темы. Да? То есть, я уже других могу подключить, знаете, да. Я же тоже там не царь-бог в этой сфере. Просто в чат скидываешь, да? Да, Балар, тут вопрос поступил, надо ответить, не просто ответить, надо грамотно ответить. Да. Сау.